Приветствуем вас, друзья! Это YouTube-канал Gagauzi Media. И наш новый проект Freedom Life. Freedom – это свобода, и мы начинаем проект, где слово действительно свободно. Где мнения сталкиваются, чтобы рождалась истина. Здесь нет сценариев и готовых ответов. Здесь каждый имеет право быть услышанным. Здесь мы говорим открыто, честно и без цензуры. Здесь мы обсуждаем то, о чем нельзя молчать. Freedom Life и мы его ведущие Сергей Арнаут и Екатерина Жекова. Уважаемые гости, мы вас всех приветствуем в нашей студии. Хотелось бы сказать, что это наше второе ток-шоу. Как и в прошлый раз, каждому из вас, кто захочет высказать свое мнение, дать свой комментарий, либо реплику, мы с радостью это сделаем, поэтому не стесняйтесь. Я уверен, что в нашей студии всем вам комфортно и хорошо. Если так, ну что, старт, Сергей. Тогда называем нашу тему и представляем гостей. Екатерина Федоровна, я предлагаю, как и в прошлый раз, давайте я обозначу тему сегодняшнего ток-шоу, а вы уже объявите наших экспертов. Друзья, тема нашего сегодняшнего ток-шоу – Гагаузия, системный сбой, что делать? И, конечно же, мы представляем наших экспертов. Сегодня в нашей студии ток-шоу Freedom Life присутствует Уазу Нантой, эксперт, политический аналитик, экс-депутат парламента Республики Молдова. Здравствуйте. Добрый день, спасибо за приглашение. Первый раз. Первый раз, да. И эксперт нашей студии сегодня, друзья, Штефан Бежан, эксперт сообщества Watchdog, историк. Добро пожаловать. Спасибо большое. Ну и, конечно, я говорю добро пожаловать всем, кто есть сегодня в нашей студии, ну а Сергей представляет для наших зрителей, наших гостей. Также в нашей студии сегодня Владимир Кыса, депутат Народного собрания Гагаузии, председатель комиссии по регламенту и иммунитету. Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии. Елена Карамид, экс-депутат Народного собрания Гагаузии. Константин Таушанджи, профессор КГУ, депутат Первого парламента Республики Молдова. Анатолий Топал, мэр города Чудерлунга. Сергей Анастасов, мэр города Камрад. Петр Гарчу, журналист-расследователь. Игорь Янак, преподаватель КГУ. Также в нашей студии сегодня Ната Чеботарь, публицист, гражданский активист и, главное, Ната, наш ассистент-информатор этого ток-шоу. А еще был приглашен, но отказался приходить в нашу студию исполняющий обязанности главы Гагаузии Илья Узум. Также был приглашен новоизбранный председатель Народного собрания Гагаузии Николай Орманджи. Он подтвердил свое участие, но потом сказал, что, к сожалению, не сможет прийти на нашу передачу. Ну и для того, чтобы начать наше сегодняшнее ток-шоу, мы попросим Наталью ввести нас в курс дела и рассказать то, о чем мы сегодня будем говорить в нашей студии. Небольшое введение в тему нашей дискуссии сегодня. Пожалуйста, Ната. Рада приветствовать всех в этой студии. Для зрителей, которые смотрят нас за пределами Гагаузии, которые не очень разбираются в том, что происходит, расскажу немножко о том, что такое Народное собрание Гагаузии. Народное собрание Гагаузии – это высший представительный законодательный орган автономно-территориального образования Гагаузии, АТО Гагаузии, который осуществляет свою деятельность на основе Конституции Республики Молдова, закона об особом правовом статусе автономии и уложения Гагаузии. Народное собрание состоит из 35 депутатов, которые избираются открытым тайным голосованием жителями автономии. Полномочия депутатов составляют 4 года. Каждый депутат представляет свой избирательный округ. Руководит Народным собранием Гагаузии председатель или спикер, который избирается депутатами из числа депутатов. Для подготовки и рассмотрения вопросов создаются специальные комиссии, образовательная, бюджетная, по правам человека и другие. Полномочия Народного собрания, принятие местных законов и нормативных актов в пределах компетенции, утверждение бюджета Гагаузии, контроль за его исполнением, участие в формировании исполнительного комитета, заслушивание отчетов Башкана и членов исполкома, утверждение социальных, экономических, культурных, образовательных и других программ, реализация права законодательной инициативы в парламенте Республики Молдова. Заседания Народного собрания могут вестись на румынском и на гагаузском языке, но ведутся преимущественно на русском, вернее, почти всегда они ведутся на русском языке.
Народное собрание Гагаузии имеет право собственной законодательной инициативы, но влияние его не распространяется на национальное законодательство, и это создает некоторые очаги напряжения. То есть фактически отношения между парламентом Республики Молдова и Народным собранием являются юридически оформленными, но политически нестабильными. Из-за этого региональная политика всегда вызывает... Вопросы региональной политики, интересов Гагаузии всегда вызывают некоторое напряжение. Для того, чтобы их урегулировать, в свое время была создана межпарламентская рабочая группа, в которой участвовали как депутаты Народного собрания, так и представители национальной власти. Но с приходом в автономию Илона Шора так получилось, что эта группа в одностороннем порядке, к сожалению, по инициативе гагаузской стороны, закончила свою работу, и это создало еще один очаг напряжения, с которым до сих пор нам не удалось разобраться. Несмотря на то, что Народное собрание имеет право собственной законодательной инициативы, как правило, в парламентом Республики Молдова эти решения часто оспариваются, и это тоже создает дополнительный очаг напряжения, поскольку Конституционный суд, как правило, признает верховенство национального законодательства. И вот со всем этим нам приходится разбираться, к сожалению, не всегда в пользу Гагаузии, потому что, как мы наблюдали, нередко Конституционный суд отменял какие-то постановления, решения Народного собрания. И вот об этом и о других проблемах, которые назрели сегодня в регионе, мы сегодня поговорим. Спасибо, Ната. Ну и, друзья, сейчас самое время предоставить слово нашим экспертам. Мы хотим попросить вас, господин Бежан, господин Нантой, начнем, наверное, с господина Нантоя, до 2 минут. Ваша оценка того, что происходит в Гагаузии, как вы к этому относитесь, что вы в этом видите важного, главного? Отметьте, пожалуйста, ваше мнение в течение 2 минут. Пожалуйста, господин Нантой. Происходит не в Гагаузии, происходит в Республике Молдова. После провозглашения нашей независимости мы унаследовали ряд проблем, связанных с нашим советским прошлым. И, к сожалению, центральные власти на протяжении этих уже почти 35 лет не продемонстрировали ту мудрость и ту открытость для диалога, которая позволила бы переступить через наше прошлое и прийти к новому состоянию, когда в данном случае гагаузская автономия ощущала бы себя органическим элементом молдавского государства, когда существовало бы четкое разделение полномочий, когда не было бы поводов для взаимных обвинений, потому что каждый бы занимался своим делом, и когда мы все вместе, ощущая себя гражданами этой страны, видели ее общее будущее. Спасибо. К сожалению. Спасибо. Центральные власти, в первую очередь. Я, как бывший депутат, не тороплюсь обвинять кого-то иного. Я думаю, что ваше такое мнение сейчас понравилось многим, как минимум сидящим в этой студии. Когда виновата не только Гагаузия, а виноват и Кишинев. Мы очень редко слышим какие-то самокритичные вещи. И сейчас мы передаем слово вам, господин Бежан. Ваша оценка того, правильно подметил господин Нантой, мы говорим о проблемах, которые в Гагаузии, проживающей в составе Молдовы. Да, во-первых, спасибо большое за приглашение. Мне нравится говорить, что я не гагаuz, но я считаю себя часть гагаузской общества, потому что я здесь жил, работал и очень часто приезжаю. И меня, как и вас, интересует в том, что Гагаузия сейчас получается регион, захваченный регион. Это все началось... Я даже буду говорить в последних 1 или 2 года правления Ирины Влах, когда вот началась вся эта борьба с Кишиневым. А после 23 году, когда выбрали Башкана и Евгения Гуцул, и когда Шор здесь захватил и народные собрания, и исполком, и ГРТ, вся эта борьба с Кишиневым уже продвинулась на следующий уровень, и ситуация сейчас можно даже... говорит, что где-то что-то в 90-х годах было. Почему это случилось? Я вот сейчас в мысли приходит 4 мотива. Это, во-первых, в том, что в Гагаузии есть такой очень пророссийский настрой и ностальгия, советская ностальгия, поэтому Шор смог
легче здесь внедрять в своих инициативах. Во-вторых, очень большой поток денег, который здесь в Гагаузии был, и подкупали многих. В-третьих, в том, что наша центральная власть, сейчас ПАС, да, не делала вообще достаточно, даже минимально не делала для того, чтобы у правительства было здесь какой-то голос или хотя бы было другое мнение, чем вот это большинство. И я думаю, что еще один мотив это в том, что те люди, которые мыслят нормально, которые любят Гагаузию, хотят, чтобы в Гагаузии было хорошо, не были едиными. И было слишком мало голосов, которые сопротивлялись вот то, что случилось с Шором, потому что Шор не сам захватил Гагаузию, а через местные люди, и многие из них бездельники, которые просто приехали к власти. В том, что вот сейчас этот формат, и здесь присутствует и депутат Народного собрания, и примары, я думаю, что хорошее начало для этого диалога, и думаю, что мы все понимаем ту проблему, которая есть сейчас в Гагаузии, потому что это не проблема Гагаузии, это проблема Республики Молдова. Спасибо огромное. Уважаемые гости, уважаемые зрители канала Гагаузия Медиа, хотелось бы сказать, что тема, которую мы сегодня будем обсуждать в нашей студии, мы будем обсуждать ее на протяжении 2 часов, поэтому, уважаемые гости, пожалуйста, настройтесь. Если кто-то из вас захочет что-то сказать, мы с радостью можем предоставить вам слово. Да, а сейчас, конечно же, мы дадим слово нашим участникам. И вопрос, который мы хотели бы обсудить, первый. Вот все мы в поисках, и общество наше, в поисках ответа на вопрос. Шор ушел или Шор еще есть? Правда, это все обсуждается в нашем гагаузском обществе. Так вот, мы хотим задать вам такой вопрос. Шор как внешний фактор управления автономией. Об этом говорили мы уже почти 2 года. Этот фактор управления, он еще есть или его уже нет? И тут мы передали бы слово сначала примарам. Почему? Потому что примары напрямую находятся, как нам кажется, в большем контакте с людьми. И вот нам нужно и важно ваше мнение. Анатолий Афнач, с вас начнем. Да, добрый день. Мэр города Чедерлуга. Вы знаете, я бы не хотел говорить вообще про Шора, потому что считаю, что в контексте его официальных заявлений нам надо перестать говорить про него и забыть про него. Я бы хотел ответить на вопрос, все-таки, который самый главный был, что делать на сегодняшний день. Вот та ситуация, которая оказалась в Гагаузии, наверное, в первую очередь... Чуть позже ответим на него. Почему? Потому что мы очень хотели бы, Анатолий Афнач, сейчас идентифицировать те проблемы, которые есть в обществе. Почему? Потому что эти вопросы, они звучат. То есть, одно дело, когда автономия уже закрыла эту тему, вы правильно абсолютно говорите, всем хотелось бы, наверное, и Анатолий Афнач, на мой взгляд, очень правильно подметил, хочется закрыть эту тему и начать говорить о каких-то других вещах, которые важны для автономии. Но важно ответить, эта страница закрыта или нет? Вот я хочу, чтобы эту страницу мы закрыли. Если мы ее закроем, хорошо, ваше мнение то услышали. дальше можно будет идти вперед, дальше буду говорить, что мы должны делать. Договорились тогда, господин Анастасов. Шор не начал свою деятельность в Гагаузии, начал его еще в 2010 году. Постепенно дошел до должности мэра Аргеева. После этого власти страны помогли Аргееву стать одним из показательных городов и как примером для всей страны. Хотя в стране 900 населенных пунктов, а не один Аргеев. Естественно, что больше средств вливалось в Аргеев. Если они получали по 50-60 миллионов лей, то Чедерлунга, Камрад по 3, по 4 миллиона. Это же Друбарпуни, программы и так далее. И далее уже позволило правительство, страна на тот момент, чтобы они уже захватили другой регион, Тараклия. После этого они уже, конечно, добрались до Гагаузии. И как мы кто-то с кем-то раньше обсуждали, мы говорили, что это его последний шаг будет. То есть первый шаг он сделал там, второй был в Гагаузии, должен быть последний шаг. Но была попытка и в Бельцах. Да, попытка Бельца была, там работала хорошо тогда власть. А хорошо, что у нас чем лучше законы будут работать, тем меньше будут такие, как Шор. Если законы изменились, электоральная коррупция, штрафы и так далее, естественно, что их будет меньше. А если законы опять будут попустительством заниматься, то в этом случае появится несколько Шоров. Поэтому
Вот такой мой. Но если конкретный вопрос, как вы думаете, Шор остался еще в Гагаузии? Все либо зависит уже- от работы правоохранительных органов. Чем они Ваша лучше точка будут зрения. работать, значит, тем его меньше. Сейчас вроде бы работает нормально. Было видно по последним даже выборам парламентским. Уже другая работа. Мы общаемся с жителями, и уже многие боятся как бы, то есть вообще участвовать в этих вещах. А что было в 23 году? Что было на примарских выборах? Это ужасно было. Поэтому думаю, что Ясно. дальше должен продолжить свою работу, и его уже не будет здесь. И другого тоже не будет. Он Да, единственный. если Может можно. быть, еще один Спасибо. кто-то. Я хотел бы сказать свое мнение. Когда я был значительно моложе, было такое выражение: «Ленин умер, но дело его живет». Давайте попробуем ответить на вопрос, почему Шор стал, ну, фактически купил автономию, извините за грубость. Потому что некто Иван Бургуджи, которого мы хорошо знаем, во время избирательной кампании криком кричал: «Где власть? Пора остановить этот беспредел по подкупу избирателей». Что мы видели? Мы видели наивность, доверчивость жителей автономии, которые верили популистским обещаниям, в данном случае со стороны Шора. Исчезло это? Я не думаю, что исчезло. Нужно много работать над тем, чтобы формировать гражданскую культуру критически мыслящего гражданина, который сможет отделить зерна от плевел и так далее, который будет отличить популиста от человека, который искренне сострадает за город, за автономию, за страну. Это, скажем так, над этим еще надо работать. Второй момент. Коррумпированность, вернее всего, готовность людей отдать голоса за деньги. Мы понимаем, что, скажем так, в Конституции написано, суверенитет принадлежит народу, но кто-то, оказывается, может прийти и за деньги купить кусок суверенитета и определить будущее этой страны, потому что иногда разница в результатах определяется там. То есть с этим тоже я согласен полностью с господином Анастасием, что государство должно эффективно бороться с подкупом, но в то же время нужно культивировать понимание в наших граждан, что это преступно. Ты за деньги можешь поджечь дом, в котором мы все живем. Ну и третье, это когда мы смотрели на первый тур, такие, какие они были, эти выборы в Башкана, 3 первых кандидата вместе получили около 75% голосов и конкурировали между собой, изображая любовь к России, к Путину и так далее, и так далее. Это тоже проблема, которая не исчезла. Я не хочу сказать, что кому-то я имею право запретить кого-то любить, не любить, или что мы должны быть все как в Северной Корее. Да? Но тем не менее, мы Упаси понимаем, Господи. я, по крайней мере, каждый день смотрю, что происходит на линии фронта, потому что от этого зависит безопасность моей семьи и так далее, и существование нашей страны. Поэтому Шора убрали как пешку, которая проиграла партию, да? Но было бы слишком легко утверждать, что проблемы в обществе исчезли, в данном случае в гагаузской автономии. Спасибо, господин Нантой. И вопрос, который я хочу адресовать 2 депутатам, которые есть в нашей студии. Смотрите, Шор пришел в Гагаузию через выборы. А хотели что-то добавить, Анатолий Иванович? Все-таки я считаю, что мы много говорим опять про Шора. Шор ушел, он об этом сказал, но мы должны говорить о том, что остались те корни, которые он оставил здесь. И вот наша задача эти корни сейчас выкорчевать. Мы об этом, что корни остались, это точно. Ну, это Многие да, говорят и о том, это- что, и это есть проблема. Шор ушел, не ушел, а ушел просто в тень. Да, то есть этому пока. посвящен наш вопрос. Если можно, секундочку, я хочу, чтобы 2 депутата, которые есть в нашей студии, ответили на такой вопрос. Шор пришел в Гагаузию через выборы, правильно? В 23 году. Но в Народное собрание Гагаузии Шор зашел через спикера Народного собрания Гагаузии. Потому что вот этот поход, назовем его, поход в Израиль на поклон к Шору, последствия этого мы видим все 2 года, и мы понимаем, что как никогда Народное собрание Гагаузии является реализатором сценариев или там программ самого Шора. Владимир Михайлович, вам слово, ну а затем и Александру Григорьевичу. Шор в Народном собрании есть? Вы понимаете, что мы берем в Я кавычки хочу- Шор? То есть физически его нет. Мы говорим о том, что он принес в Гагаузию. В первую очередь я хочу сказать, что я не верю, что Шор куда-то ушел. Будем говорить, что он вышел публично и сказал, что отзывает поддержку от своих всех кандидатов, всех, кто баллотировался от него. А мы все прекрасно знаем, что Башкам, которая сегодня находится
пенитенциарный номер 13 в тюрьме, но у нас сегодня есть исполняющий обязанности, который в отставку не подал. Весь исполнительный комитет в отставку не подал. Это говорит о том, что он как продолжал, так и находится сегодня на своем рабочем месте. Вопрос другой. Как это все мобилизовать к нашим даже выборам, которые будут сегодня, чтобы не было опять повторения вот этой электоральной коррупции. Вот с этим мы должны сегодня разобраться, ведь мы понимаем, что в 2021 году, когда были выборы депутатов Народного собрания, все прекрасно помнят, как в наглую прописывались люди, которых сегодня нету в этих прописных адресах, которые приехали туда не просто так, которые понятно, что получили за это вознаграждение, и которым ничего за это не было. Ни тому, кто прописал, ни тех, кто прописал. И мы понимаем, что безнаказанность сегодня порождает беспредел. Если человек видит, что ему можно, почему мне нельзя? Правильно? И вот это мы должны сегодня понимать, что правоохранительная система должна сегодня взяться за это. И мы видели, что на парламентских выборах, которые прошли буквально недавно в сентябре месяце, не было такого подвоза. Мы видели, что было спокойно в городе. Я, по крайней мере, вижу по своему населенному пункту и по городу Камрату. Говорит ли это о том, что правоохранительные Это говорит о том, что правоохранительные органы начали работать, начали реагировать. Ведь мы помним, как в 23-м году на каждом доме висел баннер. А почему не спросить у этого человека, почему у тебя висел баннер? Ведь просто так баннер не вешают. Но он так хотел, этот человек. Ну, это мы так говорим и мы рассуждаем. Поэтому и получилось так, что выиграл сегодня человек, которого никто не знал. За 3 недели он сегодня приехал в Гагаузию. И я вам больше скажу, я уверен, что власть в Кишиневе была уверена, что они все равно там просто участвуют. И команда Шора для бдительности так и говорила, да мы не идем выигрывать, мы идем просто участвовать, да не переживайте вы. А что в итоге получилось? Они в итоге взяли, купили голоса, купили себе должность, но самая большая проблема заключается даже не в этом, заключается в другом, что у команды нету профессионалов. То, что они сегодня берут с улицы непонятно кого, делают из него должностное лицо, а это должностное лицо не знает, что делать с тем, что ему дали. Вот в чем проблема, понимаете? То, что мы сегодня не видим, если мы понимаем, что сегодня, когда человек баллотируется, и он ставит свою политическую деятельность, начиная с советника, потом становится примаром населенного пункта, там, в депутаты идет, но у него идет какая-то ступень, и он знает, с чего он начинал, и идет выше, то тут, получается, дают очень серьезную должность человеку, который понятия не имеет, что с этой должностью делать. И в этой команде нет ни одного профессионала. Более того, я нахожусь сегодня в Народном собрании с 2008 года. Это самый неподготовленный исполком, который я видел. Это вот это сегодняшний исполком. Да, там есть, я не буду говорить сейчас, что там все непрофессионалы, но это самый неподготовленный исполком на сегодняшний день, который должен сегодня, вот, есть заявление их предводителя, который, как, вот я вам как скажу, он как с телевизора агитировал, обещал заводы, пароходы, миллион туда, миллион сюда. Так с телевизора и отнял поддержку. Уйдите достойно в отставку. Понятна мысль. Вернемся еще к депутатам. Если можно, Александр Григорьевич, вам сейчас слово. Вот ответ на тот же вопрос. ШОР в Гагаузии есть? Во-первых, здравствуйте, спасибо за возможность пообщаться. Я немножко вернусь вначале вот первый вопрос, а потом перейду к тому, что вы попросили. Насчет не говорить о Шоре, да? А как не говорить о Шоре? А мы хотели бы не говорить, но приходится. Вы знаете, жалко, что сейчас многие говорят о том, что Шор оказался злом и трагедией для Гагаузии, но не говорили об этом 2 года назад или не говорили год назад, когда он был в зените славы. Поэтому сейчас уже как бы пинать поверженного зверя просто. Но если бы мы проявили больше ответственности, смелости 2 года назад, год назад, то я уверен, что ситуация была бы совсем иная. Но 2 года назад вы об этом говорили в Народном собрании. Я думаю, что все помнят это ваше... Я сейчас не о персонализации, я говорю вообще о голосе Гагаузии. И то, что вот пытаются некоторые сказать, что эффект Шора это, или феномен Шора – это этническая проблема, я в корне с этим не согласен. Это не проблема гагаузская, не проблема Гагаузии. Я вам скажу, что если бы партию Шора не сняли с местных выборов, у нас вообще была бы другая палитра политическая в Республике Молдова. Да. Я хочу сказать, что когда страна по разным оценкам треть населения живет на уровне абсолютной бедности, и бедность не фрагментарная, то есть не Гагаузия бедная, это по всей Республике Молдова такая ситуация, это очень благодатная почва для таких политических мошенников, как Илан Шор. Приходить, скупать у людей, обманывать,
Поэтому у меня была дискуссия на уровне рабочей группы с руководством Республики Молдова 2 года назад, когда башканом Гагаузии стала Евгения Гуцул. И я услышал эту мысль от первых лиц нашей страны, что вы там ее выбрали, вы и разберитесь. То есть посчитали, что это все-таки этническая проблема. И это было огромное заблуждение, и время показало, что Илан Шор чуть не захватил всю Республику Молдова. Теперь в отношении вопроса, который вы задали, Народное собрание. Я бы не стал так в такой ранг возводить Дмитрия Константинова, который фактически, конечно, когда поехал в Тель-Авив, заключил сделку с Иланом Шором, как управлять Гагаузией. Но он всего лишь один голос. Ему, к сожалению, удалось создать большинство, которое поддерживало все вопросы, связанные с... Ну, видимо, он подкрепился там чем-то. Что Я имею в виду сейчас немножко о другом. Что мы ждем очень многого от общества, от простых людей. Но общество выбрало своих представителей, в данном случае в региональный парламент Гагаузии. И нам люди доверили быть честными, открытыми, ответственными. Именно мы в первую очередь виноваты, что Илан Шор так укрепился в Гагаузии. Потому что никакой Дмитрий Константинов своим одним голосом бы не изменил политическую ситуацию в Народном собрании, потому что нас выбрали в 2021 году, когда Илана Шора не было. Никого из Народного собрания, из команды Илана Шора не было. Но потом это большинство создалось, которое утвердило этот исполнительный комитет, которое утвердило соглашение о помощи людям, зная, что оно незаконное, которое самый всплеск вот этого всего, это когда утвердили решение о том, что решение суда в отношении Башкана, его не надо исполнять. Ну, вообще, мы его не признаем. То есть нормативный орган пришел к тому, что мы говорим напрямую людям, которые нас туда делегировали, а мы не признаем решение судов. То есть это что за посыл людям? И вот эти же люди, которые это все сделали, сейчас говорят, а Шор это плохо было, это трагедия была. То есть Гагаузия, ее представители в первую очередь виноваты в том, что Илан Шор укрепился в автономии. Это первое. И второе, Илан Шор это не чисто гагаузская проблема, это проблема нашего всего молдавского сообщества, которое живет очень бедно. И это сигнал государству, которое должно повышать благосостояние граждан для того, чтобы Шор это же просто номинальный человек, да, на самом деле может быть под другими именами, с такими же схемами. Преступность, которая просто скупает. Вот, если государство не поменяет свой фокус на том, чтобы развивать экономику, повышать благосостояние людей, то Шоры повторятся. Вы говорите, в первую очередь виноваты мы, простите, говорите, в первую очередь виноваты мы, депутаты, да? Вот вы себя чувствуете виноватым, господин Каса? Виноватым за то, что происходит? Потому что мы слышали не раз выступление Александра Григорьевича. Хочу сказать, что я изначально, когда пришла команда «Края мечты», вот этого непонятного края, был против и исполнительного комитета, и не голосовал за него. И я очень рад, что я за него не голосовал. Потому что я не видел там специалистов. Единственное хорошее произошло в этом исполнительном комитете, что не допустили вообще гастролеров. Потому что к нам приходили там Сергеева. Это изначально, и могу сказать, что депутаты показали свою сплоченность в этом вопросе, что не допустили извне, потому что у нас вообще был бы сейчас человек, который никакого отношения к Гагаузии не имеет. Более того, он сейчас был бы исполняющим обязанности Башкана. Вы говорите о господин господине Вережанов, Вережанове. да. Совершенно верно. Да. Более того, и мы добились этого, это хороший был сигнал. И я рад, что они не стали, но, конечно, сформировалось, были те голоса, которые сегодня проголосовали за исполнительный комитет. И он сегодня сформировался. исполнительный комитет есть. Но я еще раз говорю, что я рад, что я за него не голосовал. Более того, я и за формирование президиума не голосовал. Так, на всякий случай. Не за председателя, не за формирование президиума. А когда были у нас идут договоренности, каждый депутат является одномандатником. Если его вопрос какой-то при договоренности устраивает, то он за это голосует. Вот меня сегодня не устроил бюджет Гагаузии на 26 год, я за него не голосовал. И я считаю, что я сделал правильно. А давайте посмотрим одно видео. Сергей, мы заготовились? Да, если можно. Давайте посмотрим одно видео, а затем узнаем... Константин Петрович, буквально 2 можно минутки. После... Реплику можно? Пожалуйста. Давайте реплику Константин. Дело в том, что время проходит. Да, пожалуйста. Только что Тарнавский обосновал, почему все это происходит. И вы можете... Люди бедные, поэтому и берут взятки. Я так понял, да? Поэтому берут конверты. Господа, вопрос морали касается. Почему вам не давали? Тарнавский, почему ты не взял конверт, а взяли другие конверты? Вопрос морали, воспитания этих людей. А тут о том, что вот мы бедно берем, поэтому мы берем. Еще один момент, если можно. То, что происходит сегодня в Гагаузии,
я настолько чувствую себя неловко. Мы же основали автоном. Я один из тех, который автор проекта Гагаузии. Разве мы знали в 91 году, господин Нантой здесь, о том, что вот мы получаем от парламента автономии, какой сплоченность была, какая была самосознание высокое. И вдруг приходит один человек, и мы сегодня шор. Если бы не продажные депутаты, что сделал бы что-нибудь? Вот двое депутатов здесь. А ведь вы знаете, что происходило у вас там? Как голосовали? Как конверты с долларами раздавали? Как это было? Теперь самое главное. Есть два варианта. Гагаузия серьезно больна. Лечить надо. Два подхода. Значит, сможем ли мы лечить? Она излечима или она неизлечима? Два варианта. Я думаю, что она неизлечима. Вы скажете, что можно. Как вылечить? Нет, почему знаете, неизлечимо? Я имею право говорить. Конечно, Да, почему пожалуйста. неизлечимо? А почему Да, неизлечимо? пожалуйста. Если нам сейчас удастся вылечить мы можно одним методом. Катя, два варианта, два фактора. Первый. Дать возможность паузу сделать на год, сегодня я говорил, год или полтора, и пустить в эту плоскость прокуроров, значит, независимых прокуроров зарубежных стран, не наши продажные прокуроры. Вот они прочистят, выявить всех по одному, кто конверты взял. Мы сегодня не знаем, кто не брал эти конверты. Первое. Второе. Катя, вы можете очень многое. Телевидение настолько много может сделать, больше, чем любая власть. Что они могут сделать? Они прямо в экране называют пофамильно. Говорят, среди примаров тоже. Называют. Пусть мало. Вот такие-то примары называем. Фамилии этих примаров. Называем всех депутатов, которые пофамильно. Один раз не слышали. Проходите опять мы называем их. Поэтому вот эти два варианта. Прокуратура и средства массовой информации. В другом случае. Теперь мой прогноз. Ничего Ну, о потом- прогнозах мы поговорим позже, если можно, Константин Петрович. Дайте, пожалуйста, микрофон. Очень коротко, Владимир Михайлович. Вы знаете, можно все, что угодно говорить. Можно говорить в прессе, можно говорить все, что Но угодно. есть презумпция Кто-то брал. невиновности. Правильно. Но я предлагаю так. Коль говорите, что кто-то что-то взял, докажите. Есть такое вот. Нельзя сегодня обвинять человека, если он реально Владимир никаких дел с Есть этим не имеет. доказательства, о чем вы говорите? Доказательства есть. Давайте... Хорошо. Все документы. Хорошо. Без проблем. Принято. Без проблем. Еще хочу другое сказать, что вы предлагаете сегодня не проводить выборы. Этого делать нельзя. Мы должны провести. Паузу сделать, это разные. Пауза – это и есть не проводить выборы. Владимир Второе Михайлович, хочу сказать. об этих Если сценариях вы чуть предлагаете позже. внести какое-то внешнее управление в Гагаузию, это тоже в законе не предусмотрено. Есть момент. Есть, когда депутаты Народного собрания могут сегодня взять политическую ответственность и проголосовать за исполняющего обязанности Башкана, как это, но согласно закону. Мы не можем сегодня извне взять и придумать какой-то велосипед, который до нас изобрели. Захваченная Гагаузия, это и есть закон. Константин Петрович, вы сегодня свою точку зрения сказали. Владимир я вам Михайлович, честно на этом, не хочу это извините, мы рационально должны сказать. использовать время, которое у Гагаузия нас не есть. должна спускаться к тому, что мы должны сами нарушать закон. Давайте мы будем делать, но по закону. Безусловно. Константин Петрович, Екатерина да. Федоровна, я считаю, что у нас сегодня очень интересная такая живая дискуссия, но мы вас попросим буквально на пару минут обратить свое внимание на экраны для того, чтобы мы посмотрели одно видео, потом, Продолжим. да, будем это обсуждать. Пожалуйста. Коллеги, вы уже все в курсе дела, я доведу до вас, что подписано соглашение между банком и Народным собранием с Молдовой. Нам необходимо, наверное, утвердить Gördün mü? соглашение. Александр, Есть вопрос, Майкл? Владимир Михайлович, у меня вопрос. Уважаемые коллеги, вопрос, который мы сейчас будем рассматривать, он имеет два изъяна. Он не соответствует нашему местному закону о порядке международных соглашений, а именно, он должен быть оформлен в форме местного закона, это первое. И второе, проект соглашения должен быть согласован с Министерством иностранных дел. Этих два раздела здесь отсутствуют.
Коллеги, буквально 30 секунд сейчас разъясню, в чем не согласен с Александром Григорьевичем. Абсолютно верно, когда речь идет о заключении соглашения между соответственными публичными учреждениями. Здесь соглашение заключено между акционерным обществом банком, не более того. В этой связи положение той нормы закона, которая регулирует эти вопросы подобным образом, необходимости принятия закона и так далее, не действует. Ставим на голосование. Кто за то, чтобы утвердить данное соглашение, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Двое, да. Спасибо. Ну вот мы с вами посмотрели это видео, и для чего мы его продемонстрировали? Для того, чтобы, когда вы тут в студии, и много раз в разных студиях, люди говорят о том, что вот подкупили, люди подкупились, вот это видео говорит о том, с чего начался этот такой официальный, скажем, да, подкуп людей. Потому что если бы депутаты Народного собрания Гагаузии разъяснили бы, что это незаконно, тогда возможно укоренение, как говорил мэр города Чедерлунга, да, а если корни Шора здесь, вот может быть этих корней не было бы, потому что люди получали эти 2000 леев, и на ту почву жителей, когда, ну да, в деньгах нуждаются все, потому что и тарифы, потому что низкие доходы людей заставляли их брать эти деньги. Так давайте мы определим, тут 2 депутата сидят. Вот как так получается? Объясните, пожалуйста, очень коротко, по 1 минуте каждому из вас. Как так получается, что законодательный орган, в котором половина юристов, половина депутатов юристы по образованию, ну, мы уж повторим, генерал юстиции господин Лейчу убедил всех, что это законно. Как так случается, что законодательный орган дал старт тому, чтобы люди эти деньги получали, а затем к людям приходят с этими штрафами. Кстати, не только люди, но и депутаты некоторые тоже получали. Поэтому заинтересованы были не только обычные граждане, но и депутаты Народного собрания, поэтому и они голосовали. Вы точно законодательный орган? Ответьте на этот вопрос. Александр Григорьевич, насколько трудно было донести всем остальным депутатам Народного собрания, что это незаконно? Ну, вы представьте себе объем финансирования. По последним данным, 24 тысячи людей в Гагаузии были вовлечены в эту выплату. Это 2 миллиона 400 тысяч это только евро. Эта выплата. Ежемесячно. 2 миллиона 400 тысяч евро. Вдумайтесь в эту цифру. И, конечно, депутаты Народного собрания, которые представляют конкретных людей, которые живут среди людей, ну, очень трудно было не голосовать за то, чтобы этим людям приходила такая фантастическая помощь. И в данном случае тут уже было решение за каждым из нас. То есть я говорю про свою позицию. Меня выбрали для 2 вещей. Первое – нормотворчество, чтобы региональное законодательство улучшать. И второе – я должен сам соблюдать законодательство. И если депутаты Народного собрания, ну в данном случае я говорю о себе, будем нарушать законодательство, что мы требуем от людей. Но вы в любом случае сталкивались с негативом со стороны граждан. Я хочу сказать, что этот вопрос был продавлен Президиумом Народного собрания, хотя было заключение юридического управления Народного собрания, управления юстиции, бюджетной комиссии, что вот те вещи, которые я озвучил, это решение незаконное. Все равно это продавили, проголосовали, людей подставили под эти штрафы, и сейчас делают вид, что ничего не произошло. То есть вот я когда говорю, что Народное собрание первое, кто виноват в том, что произошло в Гагаузии, это вот ярчайший пример, как мы подвели своих же людей. И единственное, кого нельзя наказать в этой ситуации, это именно Народное собрание, которое подвело людей под эти... Владимир Михайлович, ваш ответ на вопрос. Реплики. Да. Я старше по возрасту. Реплика. В сторону, значит, Тарнавского. Мы так увлеклись пенсионерами, бедных пенсионеров, 2000, давайте, а мы ничего не говорим о депутатах. Мы говорим о взятках, которые депутаты в долларах брали, по 20 тысяч долларов, господин Тарнавский. Вот о чем мы должны говорить. Причем тут пенсионеры. Пенсионер правильно, и 2000 лет это мизер. Поэтому вы рассказываете народ. Вы говорите о ваших коллегах, где в Народном собрании, что происходило у вас. Сколько долларов каждый депутат получил. Вот об этом нужно говорить. Константин Петрович, передайте, пожалуйста, этот микрофон. Смотрите, я еще раз, и для всех участников этой дискуссии, чтобы наши зрители понимали,
Ток-шоу Freedom Life организовано для того, чтобы здесь говорить честно, открыто, аргументированно и на фактах. Потому что, конечно, то, о чем вы сейчас говорите, депутаты по 20 тысяч евро. Ну, мы все это слышали, но если есть факты, давайте говорить о фактах. Почему? Потому что, безусловно, дыма без огня не бывает. Мы живем в маленькой автономии, где, все то, что... вообще, все тайное становится явью. И уже, мне кажется, уже столько очевидного, что... Понятное дело, что Народное собрание Гагаузии, если бы этого решения не было, Владимир Михайлович, к вам вопрос, если бы депутаты не проголосовали, а вот так же, как Тарнавский, возможно, как и вы, скажите, кстати, как вы голосовали по этому вопросу, поддержали или нет, если бы депутаты не поддержали, а вышли бы к людям, были бы обязаны выйти к людям и сказать: уважаемые жители автономии, не получайте эту помощь, она незаконна, поэтому, пожалуйста, берегите себя, мы будем искать другие возможности, но это незаконно. Как вы голосовали, пожалуйста? Я поддержал тот вопрос. Больше скажу, что... я говорю то, что Всё есть, правильно. то, что было. Я не могу говорить то, чего не было. Обоснуйте, почему. Но теперь я вам объясняю, почему. Во-первых, это уже было подписано. Это во-первых. Этот документ уже был подписан. Народное собрание никого не делегировало с этим вопросом. Во-вторых, я считал, что эта помощь будет через социальные узы, которые у нас сегодня есть республиканского значения, и люди будут получать их через нашу службу. К нас. Вам так разъяснили? Я так это понимал. Потому что этот документ официальный. Я считал, что эта помощь будет приходить конкретно к нашим, которые сегодня дают помощь пенсионерам, где они получают пенсию, и это будет дополнение к их пенсии. Как оно потом, тогда не было отмечено, что это будет какой-то там ПСБ банк, который будет реагировать, регулировать эти все выплаты через какие-либо там смс-ки. Этого не было обсуждено. Будет, что каждый житель будет получать помощь. Вот что, о чем была речь изначально. Да, мэр Чедерлунги, а затем господин Я был Нантой. депутатом Народного собрания 2 года и знаю, как Народное собрание голосуется. И, кстати, был при Константине, когда он был председателем Народного собрания. И все ведь пошло от него. И частенько депутаты голосуют голословно. То есть у Слана есть предложение, даже не задумывается или думает о своих избирателях. А что подумать, если я проголосую против? Но здесь самое главное, мы говорим о том, что у нас нет законодательства коллективной ответственности. Ее нет. Сегодня Народное собрание и местные советы об этом знают. И принимая решения, они понимают, что коллективной ответственности нет согласно законодательству. Это еще один вопрос, кстати, к парламенту нашей страны, что должна быть эта коллективная ответственность, потому что Константинов вопрос поставил на голосование. Депутаты знают, что последствий для них никаких, но они забыли указать, что последствия будут для жителей. Я не согласен, что все-таки виноваты наши старики. Я не согласен, что мы, старики, виноваты. Они выбрали депутатов, которые проголосовали, тем самым сказали: все, можете получать законно. Но они же, депутаты, не сказали, что вы будете получать штрафы. Штрафы должны получать, в первую очередь, депутаты. И то все уголовные дела. Совершенно верно. Об этом никто разъяснений не делал. То, о чем говорит Александр Григорьевич. Ната, если можно, очень коротко, господин Нантой просит. Одна реплика. Не зря я в своем интро сказала о роли Народного собрания. Потому что Народное собрание у нас контролирует исполком. И сказал господин Кыса, что это самый позорный исполком за все годы, хотя нам его презентовали, что это будет наилучший, самый компетентный, такой профессиональный, какого еще не было в истории Гагаузии. Вы все это помните. Это так и звучало. Но я бы хотела сказать, что для меня нынешний состав Народного собрания – это самый позорный состав, который не смог защитить своих граждан. Потому что, допустим, я сейчас не говорю как журналист, а как представитель гражданского общества. Да? Мы не можем винить стариков, правильно говорите, все. Мы не можем винить малоимущих, мам, одиночек, которые эту помощь получали. Но мы не можем на них вообще никакую ответственность возлагать, потому что единственный, кто мог их защитить, это был депутат, за которого они голосовали. Этот депутат находился в Народном собрании, и он мог сделать все, хотя бы начиная с того момента, вот как сейчас говорит господин Кыса, я склонна, конечно, этому верить, что изначально была благая инициатива, и не было сказано, что это будет сделано в нарушении закона, но в тот момент, когда было уже определено, что это будет в разногласиях с законодательством национальным, что это будет незаконно, каждый депутат, мне кажется, как представитель гражданского общества, был обязан известить своих избирателей, не знаю как, личными встречами, выступлениями на передачах, но сказать то, что мы говорим каждый раз в этих студиях, что
Уважаемые, вы можете это сделать, но вы нарушаете закон, и вас никто не защитит. И правда, когда пришли повестки, с кем они остались? Не с Константиновым, не с Шором, не с Да, кем. Они Константинов- остались сами по себе. Константинов и другие депутаты. Можно тоже одну Господин маленькую Анастасов ремарочку? сказал, да, по поводу Георгия Господин Нантой просил слова, поэтому, пожалуйста. Нет, я хотел сказать, что вот когда мы говорим о том, что депутаты проголосовали за незаконное решение, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Центральная власть в диалоге с автономией должна была усовершенствовать законодательство, чтобы исключить такие ситуации, когда там на волне популизма или чего-то голосуют за построение коммунизма в отдельно взятой автономии, а потом страдают рядовые жители автономии. Есть юридические механизмы, статус той же тирольской автономии и так далее, который не допускает исполнения заведомо незаконных решений. Это упущение центральной власти, которая в диалоге с автономией должна была внедрить этот механизм. Не ограничение полномочий, а недопущение, то есть, чтобы вступали в действие заведомо незаконные Вот такие решения, да? И это первое, что я хотел сказать. Второе, очень кратко. Мы говорим много про Шора. Скажите, пожалуйста, Шор осужден Молдавским судом? Ну да. Осужден и избегает исполнения наказания. Да. То есть это преступник. Да. Статья 21 Конституции Республики Молдова, презумпция невиновности здесь уже не работает. Не работает. Второй момент. Кто такой Шор? Мессия? Он возлюбил автономию? Нет. Шор – это инструмент. Чей инструмент? Давайте разбираться. Вы упомянули суммы какие-то, да, которые впечатляют. Откуда эти деньги? С какой целью эти деньги тратятся в автономии? Потому что я никого не хочу запугивать. Но мы должны понимать, что Молдова находится в таком раздрае, в очень неустойчивой ситуации. И Шор это был инструментом для того, чтобы захватить власть автономии и использовать автономию для дестабилизации ситуации в Молдове. Слава Богу, этот сценарий провалился. Но мы должны были понимать, граждане Молдовы, видеть, что Шор – это не, я повторяю, не мессия, который свои карманные деньги отрывает от голодных детей, чтобы осчастливить автономию. Это инструмент, посредник. Просто в Гагаузии не распознали, что это инструмент, Но об этом- отреагировали об как этом- на политика, кто-то даже его меценатом называл, пробовал называть меценатом, правда, радостно было Друг слышать экономии. мнение людей, которые... Константин Петрович, очень коротко. Коллеги, вопрос очень принципиальный. Ведущим я хочу обратиться. Вы знаете, кого не хватает здесь? Как вы думаете, кого среди нас не хватает? Кого? Говорите. Человека с документами. Чего боятся некоторые, в том числе здесь, что будут доказательства. У Чернева есть все доказательства. Значит, Сергей, что ты не показываешь? Покажем все, и Примарова вводим, и всех исполком, кто сколько получал. Вот чего не хватает сегодня. И мы перевели сегодня стрелки. Давай пенсионерам. Надо было пенсионерам получать. Конечно, надо было пенсионерам давать 2000. Мы должны сегодня говорить, только те, которые получали по 20 тысяч евро, Константин сидящие в исполкоме. Если- Вот о них нужно говорить. если Перевели можно. на пенсионеров. Я прошу Нет, прощения, если но... можно. Документ, человека с документами, где есть доказательства. Константин Петрович, у нас, кстати, есть журналист-расследователь. Нет, Петр я Гаршин. Как раз я хотела ему хотел передать сказать, слово, да. что мы все люди эмоциональные, но не надо доходить до телевизионного правосудия. Да? Вот давайте сядем и напишем обращение в Генеральную прокуратуру, подпишемся. Запрос. Что до сих пор не писали. Нет, я Константин писал, я могу говорить о том, что я писал в качестве депутата. Но, понимаете, вот этот выброс эмоций здесь, он не подменяет функционирование государства. Мы должны все-таки идти по пути, чтобы функционировало правовое государство. Достало вас. Константин Петрович, люфт-паузу сделайте для себя, пожалуйста, а я хочу вас попросить, я настолько уважительно отношусь к вам, что я хочу вас очень попросить, пожалуйста, мы вначале сказали, студия Freedom Live создается для того, чтобы здесь открыто, честно, но с аргументами. Когда вы говорите о человеке с документами, этот человек не представляет сегодня правоохранительные органы, чтобы пригласить его с документами. Конечно, мы господина Чернева пригласим в свою студию. И, кстати, мы ему сообщение о том, что мы приглашаем сегодня, отправили. Нам не ответил господин Чернев, но это право каждого человека. У кого-то график не позволяет или еще что-то. Дело не в этом. Я хочу просто попросить вас и всех нас одновременно с этим. Да? Давайте только
о фактах и аргументах, потому что эмоций в обществе очень много. Мы очень хотели бы, чтобы эти эмоции как раз рассеивались бы по аргументам, по фактам, по предположениям, как выходить из этой ситуации. Потому что эмоционально можно накалить ситуацию до того, что мы перегрыземся в этой гагаузии, мы поссоримся, рассоримся, а жить надо как-то в одном доме. Не просто в одном доме Гагаузия, а в одной стране. И нужно находить какие-то... Да, Сергей, Да, я согласна я с хотел бы, тобой. чтобы- Петр Гарчев, Да. который следит за заседаниями Народного собрания Гагаузии. И мне всегда интересно мнение журналистов, в том числе Петра, который очень часто бывает на заседаниях и делает какие-то свои и в передачах, и в материалах на ЛАФ-МД. Мы видим какую-то квинтэссенцию мысли журналиста, который посмотрел на это со стороны. Петя, мы очень хотим услышать твое мнение вот о том, о чем мы сейчас обсуждаем. Почему Народное собрание, со стороны как это смотрится, когда люди голосуют за незаконные решения, делая вид, что они законотворческий орган? И насколько депутаты готовы приходить к вам в студию? И какие, если можно? Где-то в 2016 году, по-моему, Райс Молдова делала интервью. Райс Молдова. Да, делала интервью в Киеве с Вячеславом Платоном. Он тогда еще был на свободе. И прозвучала очень такая интересная, может быть, где-то жесткая фраза, обидная. Вы все сборище лохов. То есть он имел в виду вот Молдавию. Тогда эта фраза звучала в рамках кражи миллиарда. Да, и так называемого расследования, которое тогда было. Вот мы сегодня обсуждали, там, большую часть времени вычисляли, кто виноват. Самая главная мысль, я вот очень коротко этот момент, и потом перейду. Самая главная мысль, я бы хотел бы жить в сильном государстве. Да? Вот, проблема же не в Шоре, проблема не в Плохотнюке. Да? То есть они уйдут, придут другие. То есть вот эта вот ситуация, которая происходит, и не только в Гагаузии. Мне тоже не нравится, что постоянно говорят в пример Гагаузия. Таракли, Аргеев и так далее. Вот она показала, что у нас мы не до конца построили сильное государство. Безусловно. Да? Это ненормально, что вот такие суммы денег спокойно приходят. Мы же видели все открыто, люди толпами шли, открывали эти, давали данные, да? Это же все открыто Не было. беспокоясь о своих данных. Люди Совсем, да. То есть я был на заседании суда по делу Гуцул в мае 23 года. Никто из кандидатов не оспорил, да. То есть там еще был такой интересный один документ, правоохранительные органы, вот я точно не помню, как называлось, они дали понять, что будет уголовное дело. Его еще нет, но оно как бы будет, ребят. Вы представляете, вот то, что мы видели, как эта избирательная кампания шла, а в итоге никто не оспорил. Это так, к слову. Все мы виноваты, я это имею в виду. Все. Но в первую очередь, на мой взгляд, виноваты те, у кого рычаги. То есть прокуроры, судьи, власти, да, то есть они, окей, обычные люди, все виноваты. Вот касаемо судебных дел, кстати, вы знаете, очень интересная тема. Много судебных дел по поводу штрафов. Около 70%, я говорю только за Гагаузию, потому что анализирую судебные дела в Гагаузии. Около 70% суды оставляют решения, да, оставляют штрафы. Но есть 30% дел, где аннулируют эти штрафы. Чтобы вы понимали, везде эти судебные дела, они одинаковые. Они как под копирку, что аргументы одной стороны, что аргументы другой. И это довольно забавно, что, а как так получается, одни и те же штрафы у кого-то оставляют в силе, а у кому-то аннулируют. Вы говорите о слабости структур, которые, судов, как Я минимум. даже не знаю, как это назвать, это просто как минимум нелогично. Ну да. Потому что все же одинаковые суммы брали. Об этих проблемах тоже надо говорить, да. Есть, то, что Анатолий Афанасьевич сказал, есть и такой момент. Да, это мнение озвучьте, пожалуйста. Вы говорите о некомпетентности чьей? Ну, я считаю, что здесь, может быть, мы допускаем то, что и протокола составляются, допустим, участковыми или сотрудниками полиции, где и протокол некомпетентно составлен, где-то не соблюдились все условия по составлению протокола. Поэтому где там есть какая-то галочка, которую можно на основании, чтобы отменить протокол, наверное, судьи ее использовали. Я очень, да, коротко. Народное собрание Гагаузии –
это потрясающий орган, и когда смотришь в прямом эфире, там без матов невозможно. Ну, всегда интересно. К сожалению, уровень низкий. В первую очередь, что нужно, это вот прежде чем стать кандидатом хотя бы, я вот честно хотел бы увидеть вот этот диктант или бакалавр, чтобы сдали на знание элементарное уложение, потом самих правил, как вести. Да, потому что ну там И это тоже. в одном регламент, да, потому что в одном вопросе они могут в течение 2 минут там 5 раз нарушить закон. Это так? Я хочу... Просто Петр не договорил, по-моему, да? Да. Да, и вот касаемо Народного собрания, прежде всего нам нужно, на мой взгляд, реформировать его. К сожалению, невозможно. У нас 100 тысяч населения, да? Да, 35 вот депутатов. 35 депутатов. Это невозможно. Мы видим, какая культура поведения в парламентах. Есть во многих странах проблемы, да? Ну, в общем, да. Поэтому, к сожалению, мы не можем, мы должны признать это, что в Гагаузии невозможно найти по этой системе, которая существует, 35 депутатов, которые действительно соответствовали бы этому статусу. Петя, но ведь изменить что-то в отношении Народного собрания, его состава могут только избранные депутаты. Но никак они не хотят приступать к этому вопросу, потому что инициативы были уже, да? Извините, я хотел бы, не хочу монополизировать. Мы по времени закругляемся с этим вопросом. У нас есть еще 2 минуты, хочу пожалуйста. монополизировать время, но если мы открываем закон об особом правовом статусе, пункт 8, статья 8, пункт 2, то депутаты в Народное собрание избирается 1 депутат от 5000 избирателей и не менее 1 от каждого населенного пункта. Так? Такая формула в законе. Я не буду прибегать к мнению господина Лейчу. Я знаю, что в электронном регистре избирателей 129 тысяч где-то избирателей в Гагаузской автономии и 26 населенных пунктов. И как ни крути, как ни верти, 35 не получается. Но если мы смотрим в уложение, там написано 35. Поэтому Ну, то нет, есть есть еще один момент. Была инициатива господина Чимпаеша. Я не знаю, где она, но который обратил внимание на, скажем так, ненормальность ситуации, когда в одном населенном пункте там 150 голосов, и ты народный избранник, и все, и кум королю. Он пытался какую-то идею предложить, но, насколько я понимаю, всех устраивает. Александр Григорьевич, пожалуйста, минута. Я просто чуть-чуть отсылку к Петру, то, что говорил насчет депутатов Народного собрания, образования и так далее. Значит, депутатом Народного собрания может быть человек, который занимается скотоводством, или человек, который печет хлеб, человек, который вообще не имеет образования, но имеет уважение, достоинство, потому что практика развития территории, автономии государства, она зависит от исполнительной власти. Вот в исполнительном комитете должны работать профессионалы. А депутаты Народного собрания, не нужно вот это клише, что они должны быть академиками или какими-то глубокими специалистами, они должны пользоваться уважением людей. Это первое. А законотворчество? В отношении нашей дискуссии очень важный момент. 70% от меня остаются в силе, 30%. Какие вообще протокола людям? Почему природа этих протоколов появилась? Власти приняли нормативный акт, власти призывали людей писать заявления. При чем здесь вообще люди? Почему людей штрафуют? У меня вопрос к государственным органам власти. Депутаты Народного собрания нарушили закон. Так. Почему не выступили представитель канцелярии в территории, начальник управления юстиции, начальник полиции, прокуроры, все эти службы подчиняются Кишиневу? Не выступили, не объяснили людям. Да, Народное собрание приняло, но вы нарушаете права, вы будете санкционированы. Людей никто не предупредил. Не только власти Гагаузии, но и власти Республики Молдова спотворствовали искусственно или специально, я не могу эти вещи утверждать, но то, что люди введены вот в эту трагедию, виноваты власти. Они вообще не должны получать штрафы, должны получать те, кто людей туда вовлек. Ну и, кстати, Сергей Анастасов правильно сказал, по поводу георгиевской ленточки ситуация была примерно похожая, когда депутаты Народного собрания говорили, не бойтесь, все нормально, мы поможем, никаких штрафов не будет. Георгиевская ленточка — это 10 человек, здесь 20 тысяч человек. Но депутаты Народного собрания говорили о том, что одевайте, проблем не будет, мы вам поможем. Так это то, о чем говорит господин мэр города Чедурлунга, что нет коллективной ответственности, и поэтому
руку можно поднять за все, за что угодно. Извините, Господин... в европейской автономии, если местный орган принимает какой-то нормативный акт, который противоречит законодательству, центральная власть опротестовывает его, и он не вступает в силу. И местная власть идет в суд. Если суд принимает решение, то этот акт нормативный вступает в силу. У нас в гагаузской автономии как? Принимается все, что угодно. Да? Канцелярия опротестовывает, и есть прецеденты, когда 22 года проходит, пока Верховный суд не аннулирует закон в 2022 году, ну, с этими лицензиями на кабельное телевидение. Я сейчас не о протестовании, Поэтому, что никто не выступил публично предупредить людей, что вы не, вы знаете, когда выступаешь публично, никто не обязан тебя слушать. Это раз. А должен быть механизм. Как Закон. автомат Калашникова он должен работать. Господин Этот Штефан, механизм, пожалуйста. простите, пожалуйста, только одну реплику. Этот механизм должен срабатывать сразу. Да. Мы видим, что механизм не сработал. Мы видим целую 20 тысяч людей, которые оказались заложниками этой ситуации. Мы видим депутатов, которые не несут абсолютно никакой ответственности за это принятое решение. Мы видим пострадавшую сторону вот тех людей, о которых говорит Александр Григорьевич. Штефан, вам слово. Да, господин Нантой озвучил очень интересные вещи, но мне кажется, что не до конца рассказывал. Господин Нантой сказал, что ШОР – это инструмент. Правильно, это инструмент. ГУЦУЛ – это инструмент ШОР, а ШОР – инструмент Москвы. Давайте будем честными и говорить об этом. ШОР – инструмент Москвы. В том, что Евгения Гуцул стала башканом Гагаузии, это не только потому, что они подкупали голосов, а потому, что Москва показывала пальцем на Евгению Гуцул. Мы знаем все эти песни у Баскова, встречи, которые были в Москве. Давайте сейчас подумаем в 2023 году, сколько депутатов Народного собрания, или даже сейчас, не только, ну давайте сейчас, тогда мы не знали, вот сейчас знаем, что было с Гагаузией. Сколько депутатов Народного собрания, сколько людей из Гагаузии говорили, что Россия, Москва виновата в том, что в Гагаузии. Потому что, мне кажется, что, ну хорошо, здесь очень такой пророссийский настрой. Но Россия могла бы выбрать кого-то другого человека, который хотя бы знает, что делать. Они выбрали Гуцул. Почему депутаты Народного собрания и другие, даже, может быть, если есть такие, я извиняюсь, не осуждали выбор Москвы? Потому что у меня такое ощущение, что на следующие выборы, которые будут последние, через полгода, Москва опять будет пальцем показывать, и гагаузы будут его выбрать не за деньги, потому что вот показывает пальцем. Но, господин Штефан, справедливости ради надо сказать, что госпожа Гуцул не единственная, на кого, как вы говорите, показала Москва. Ну, У нас Ирина предыдущие башканы тоже были. Что-что? Первые 3 кандидата, которые больше всего направили. То есть там кто бы ни В 23-м году вы имеете в виду? Да, Ну хорошо. Это был представитель партии социалистов? Да. То есть все 3 кандидата были поддержантами, как минимум, да? Ну да. Ну так вот, смотрите, то есть не впервые в Гагаузии какая-то кандидатура на должность башкана поддерживается Российской Федерацией. Но впервые Гагаузия оказалась вот в такой ситуации, в которой оказались не только Гагаузия, изолированная, нерукопожатная, а еще и люди, которые, как вот вы тут говорите, со штрафами, и куда они уходят. Вот во второй части, в следующей, вернее, части нашего выпуска мы будем говорить о том, что делать в ситуации, когда люди должны оплатить эти штрафы, либо пойти в суд, как многие ходят, да, и пытаются отстоять свою правду в суде, что я законно, я пользовалась помощью, которая была законной, потому что очень многие воспринимали эту помощь как социальная помощь, которая к ним пришла в это сложное время, когда повышены тарифы и т.д. и т.п. Давайте здесь подведем черту и... В защиту кого, Анатолий Афанасьевич? Что ведь когда пенсионера приглашает полиция для составления протокола, они ему предлагают ведь признать вину. Ага. Если житель говорит, да, я согласен, меня Иванов действительно оформлял, то ведь протокол не составляется. Угу. Об этом мы тоже должны говорить. Я об этом говорю всем нашим жителям, что когда вас вызывают полицию для составления протокола, вы признавайте, что да, вас оформил Петров Сидоров, который получал за это не эти 2000 лет, а получал чуть-чуть больше. Поэтому вы не бойтесь играть в партизанов, говорите конкретно, какой человек вас оформлял.
То есть Вы к вам те люди самые- обращаются? Конечно, обращаются. Мы всем советуем. В этой ситуации тогда протокол не составляется. Люди Даже освобождаются. Сами могут... Это полиция говорят. Полиция говорит, признаете? Нет. Нет. Штрафа нет, то есть освобождается от ответственности. А так если люди оплачивают штрафы, они признают, они хотят признавать, что да, они В эту этой помощь ситуации получали протокол за не помощь. составляет. Человек освобождается от уплаты штрафа. Если он признает, признает, да. а если не признают люди? Тогда составляет протокол и идет в суд. Вот смотрите, ситуация, когда люди не признают, да, и подписывают протоколы, а потом оплачивают штраф. Это же ведь говорит о том, это ответ может быть на вопрос, что корни шора есть. Потому что люди продолжают ожидать этой помощи. Но если человек не признает... Либо они напуганы. Либо они напуганы. У нас есть, Игорь Янак, преподаватель Камрадского госуниверситета. Вашим мнением как раз давайте и завершим эту часть. Мнение юриста, Что который... Что касается этих протоколов, на самом деле составляется протокол по части 1, как правило, статьи 47 со значком 1 Кодекса о правонарушениях. Примар Шадарлунги правильно подметил. Если имеет место сотрудничество, то часть 3 этой же статьи предусматривает основание освобождения от ответственности за такое правонарушение. Есть категория людей, которые готовы сотрудничать с правоохранительными органами, и к ним применяются соответствующие нормы. Есть категория людей, которые не готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Естественно, эти дела поступают, как правило, в суд. Ну и там многие могут обжаловать соответствующие основания при составлении соответствующего протокола. Некоторые ссылаются на отсутствие самого события правонарушения, некоторые ссылаются на отсутствие состава правонарушения. Ну и, конечно же, что касается права на защиту, это право гарантировано Конституцией. Каждый человек имеет право любыми законными способами защищать свои права и законные интересы. То, что у нас и в Гагаузии, и в Республике Молдова есть такие нехорошие явления, как политическая коррупция, как коррупция в системе здравоохранения, образования, в других сферах и тому подобное, эти явления есть, с ними надо бороться. Между прочим, сравнительно недавно, 9 декабря, отмечали Международный день борьбы с коррупцией. Очень мало кто акцентировал внимание на это, но хочу отметить, что коррупция – это яд для демократического общества. Ну и хотелось бы обратиться к нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube Гагаузия Медиа, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими родными и близкими. Пишите в комментариях, какую тему вы бы хотели, чтобы мы обсудили в следующем ток-шоу. Да, и мы продолжаем нашу дискуссию. Все то, что происходило в автономии с момента, когда началась история Шора и его схем в Гагаузии, мы уже проговорили столько времени в этой студии. Давайте перейдем дальше. Мы пригласили примара, ну не только 2, мы пригласили 3 примаров, но не смог почему-то подключиться к нам еще 3-й примар. Обещался быть в следующий раз. Давайте поговорим о том, что Гагаузия продолжала развиваться за это время. То есть, Шор как явление понятно, но жизнь идет, и развитие гагаузской автономии, с одной стороны, есть исполком, действующий вроде как, да, есть народное собрание, действующее, есть примары, советники. То есть вот в этом механизме, знаете, как на часах, да, часовой механизм позволяет всем винтикам работать так, чтобы мы видели точное время, определяли и не блуждали. Так вот, что с этими механизмами? И наш вопрос сейчас к примарам. Мы слышали неоднократно от многих политиков, аналитиков, депутатов Народного собрания Гагаузии о том, что экономический кризис, финансовый коллапс, нет инвестиций в гагаузской автономии. А что делают примары? Какая связь примаров с властью региональной? Порой складывается такое впечатление, что в Гагаузии между местной властью и региональной властью нет никаких контактов. Это так или нет? Скажите об этом из первых уст. Сергей Ильич, ну и вы, кстати, тот примар, на которого за все это время, пока Шор был в Гагаузии, было огромное количество хейта. Перед примарией муниципия Камрад, мы помним, были митинги. Ну и всегда вас обвиняли в том, что вы ставленник партии ПАС, потому что у вас были другие взгляды на те или иные какие-то моменты, которые происходили у нас в Гагаузии. Насколько было тяжело бороться со всем этим вам? Во-первых, Шор не захватил власть для того, чтобы развивать, потому что Тракле перед этим, в 2019 году,
Там не было ни ПАС, не было никого. С 19 по 23 год в Старокли было построено всего 1 или 2 километра каких-то там дорог. Вообще ничего, кроме одного... Да, за счет района, да. Кроме одного Собственные парка средства, в да? центре города не работают. Там также очистные, как и по всей Гагаузии. В Гагаузии 26 населенных пунктов, 24 очистных не работают, в том числе и Камрате, и в других городах. И цели его не было развития, потому что в наших городах 3 он практически ничего не сделал. Это единственный проект за региональные средства. Улица Танкистов, вот это единственный проект, который был в нашем городе. То есть, хотя у нас должны были трамваи ездить, аэропорт, я даже искал во Франкфурте, как прилететь прямо в Камрад, но не смог найти. То есть, и вот такие вещи, сказки он рассказывал в Таракли, Ницца, ничего там не случилось. А мы работали дальше без него, потому что первый отказ контрибуции выделить на упаковочный двор, я был в шоке, конечно, от того, что государство Без ШОРа дает... или без исполкома? Давайте спускаться ниже. Уже оставим. У нас, во-первых, шоровский давайте исполком. ШОР, давайте реальные вещи назвать. ШОР командовал. Не надо, там не было исполкома никого. То есть нужно было обращаться к ШОРу, чтобы какие-то вопросы решались. Зачем мы говорим про исполком? У нас не было этого. Если ШОР разрешил бы, то мы получили бы контрибуцию на упаковочный двор. Но он не разрешил. Поэтому мы несколько раз обращались, еще были аргеевские, там многие управляли еще в те года. Я был в шоке от того, что не нашлось 9 миллионов, чтобы запустить проект на более 30 миллионов. То есть государство дает 22 миллиона, а они не могут найти 9 миллионов, при этом у них 7 тысяч рабочих мест. Они их не создают. Это было тогда еще понятно, что бесполезный разговор. Мы тогда, помню, даже с Анатолием, дайте нам какие дороги, мы вам все построим. Там собрали нас всех примаров, но мы дали их дороги, региональные. То есть мы свои практически ни одного проекта не дали от нас. Вы взяли власть, стройте свои региональные дороги. Поэтому не было цели у них развития. Мы работали с властями страны. Вот когда нас обвиняли, митинговали перед, не только перед Камратом, Чалалунгой, Вулканешнами, там про флаг европейский в Чалалунге, по-моему, там Стамов что-то. А у нас приехал министр регионального развития. Речь шла вообще о канализации района Тан, где мы уже построили. Шли от тех проектов, которые мы должны внедрять, а тут с рупорами выгоняет министра. То есть скажите... Уходите отсюда. Мы не имели с ними практически никаких работ. Мы за 2 или 3 года получили, по-моему, всего 2 или 3 миллиона в виде капитальных инвестиций. То есть у вас, как у мэра города, тесных контактов по обсуждению проблем развития города с региональной властью не было? Никаких контактов, потому что я даже в цифрах приведу. В 2019 году все примарии, 26, получали 100 миллионов на капитальные инвестиции, контрибуции и прочие расходы для развития сел и городов. В 2023 году, 2024, 2025 эта сумма уменьшалась с космической скоростью. Сегодня дошла, наверное, 20 или 25. 20, это 20 миллионов. о чем? И буквально в последнем народном собрании обсуждают, выделить ли контрибуции Чалдырлунге или другим. Как вы можете такое вообще обсуждать, если привлечено столько средств, и вы в народном собрании обсуждаете, выделить ли контрибуции. А как нам, примарам, чей бюджет в 10 раз меньше, чем... И у нас еще и 2 раза меньше, чем Мы на душу потом населения. И вы постройте нам все. Деньги наши, проблемы ваши. Так не делается. Мы идем в Гагаузию, создавали для того, чтобы развивать все населенные пункты. И нельзя со 100 миллионов упасть на 20. Мы тогда строили в 2021 году, в 2020 коллектора, выделяли какие-то 5-7 миллионов. Какие-то средства были. А сейчас что? Контрибуции выделили 1 раз 900 тысяч, 2 раз еще и этот закон, я не знаю, кто его придумал, о том, что все депутаты от города должны подписать камп инвестиций. Я не знаю, если, не дай бог, парламент примет такой закон, чтобы все депутаты от юга Молдовы подписали какие-то средства для гагаузских регионов. Я уверен, что один все равно найдется, который не подпишет. Да нет, только один депутат с юга Молдовы. Нет, я говорю, все депутаты Только у нас. господин Грозный Поэтому с юга. не имели господин- бы никакой работы, и там они не пришли работать. Давайте начнем с того, что не было цели развития Гагаузии. Не было, была другая цель. Сергей Ильич, но мы хотели получить, понятно, но мы хотели получить ответ на вопрос, насколько эффективны? Подтвердите, да, нет, есть Нет, эти, конечно. их нет Какая этих эффективность? отношений. Мы без них эффективнее работали, потому что были международные партнеры, власти страны, если говорить о сотнях миллионов лей, которые с Министерства регионального развития поступили не только в наш город. В Чалдырлунгу был, конечно, впервые, который тоже аккумулировал очень большие О них средства. поговорим сейчас. Господин Топалов, в Чалдырлунге примерно такая же ситуация. Мы понимаем, что без тесного сотрудничества с республиканскими властями в Чалдырлунге много проектов бы не были бы реализованы. Знаете, как началось у нас сотрудничество с ШОРом?
вас? пригласило Народное собрание всех примаров. У вас в зал было заседания. сотрудничество? Я вам сейчас расскажу. Нас всех примаров пригласил председатель Народного собрания на заседание, где будут обсуждаться проблемы развития населенных пунктов. Мы сидим в зале, включается монитор, включается шор, и нам Константинов говорит, будет говорить наш хозяин. Вы сейчас говорите хозяин, утрируя это или Это что? он говорит, это говорит Это Константинов. дословно? С вами будет говорить наш хозяин. И включает шора. И он начинает, вот, там столько-то миллионов туда, столько миллионов, там аэропорт, там это. Мы сидим, некоторые примары там вдохновились. Я говорю, ребята, неужели не будете понимать, что это реальный обман? За 2 года в Чадурлунге, ну, за исключением тех выплат, которые получали наши старики, ни одного лея команды Шора в город вложено не было. То, что строилось сегодня в Чадурлунге, строится, это только европейские проекты. Страны Европейского Союза, это Польша, это сейчас Германия, другие, Словакия. То есть можно, география очень большая. Плюс наши местные инвестиции, плюс дорожный фонд, который мы получаем с центрального бюджета Молдовы, плюс проекты регионального значения, которые идут через Министерство инфраструктуры и регионального развития, плюс наши местные налоги и сборы. Все. Шора у нас не было по развитию Чадурлунги. То, что мы получали с бюджета Гагаузии, это не деньги Шора. Это деньги, которые в виде налогов ушли с Чадурлунги, с Камрата, с наших сел в бюджет Гагаузии. И мы в виде закона капитального вложения местного значения, о фонде возмещения контрибуций, мы их получали, и то их преподносили, как будто деньги выделяет ГУСУЛ или ШОР. Это деньги бюджетные. Поэтому говорить, что это ШОР там построил дорогу по улице танкистов или ШОР там. Это контрибуция, это деньги бюджетные. Бюджета Гагаузии и бюджета Центрального бюджета Молдовы. Поэтому за 2 года я ни разу не был ни в исполкоме, ни на Народном собрании. Не то, что меня не приглашали, я и не шел туда, потому что нас дошло, что нас примаров, мы стали на проходной, нас не пускал охранник в здание исполкома, потому что должен получить команду сверху, чтобы примара пустили в зал, в помещение исполкома Народного собрания. Это мы тоже имели. Такое ощущение сейчас складывается, такое впечатление, когда вы об этом говорите. Безусловно, правильно, что вы об этом говорите так честно, как это происходило. Но складывается такое впечатление, что мы вообще хозяева на своей земле, в этой стране, в этой Гагаузии. Потому что, что значит кто-то с экрана говорит? Казалось бы, это должно было отойти. Но с другой стороны, ведь Народное собрание, как орган, который должен обеспечить законную жизнь этой автономии, я правильно понимаю? То есть законодательство, которое функционирует в гагаузской автономии, кто наблюдает за исполнением этих законов? Александр Григорьевич, может, я не права. Законодательный орган в том числе следит за исполнением законов? Можно законов? еще реплику? Или нет? 2 секундочки. Законодательный орган следит или нет? Законодательный орган. То есть, понимаете, законодательный орган превратился, по вашим рассказам, в компанию, которая продвигает чьи-то интересы. Почему примары в таком случае, вот вы говорите, такое было, почему примары не собрались, да, все 26 населенных пунктов, их не собрались сказать, подождите, что происходит? Давайте спасать Гагаузию. Не нужно нам никаких людей с экранов. У нас есть очень много своих проблем, есть бюджет автономии. Почему это не произошло? Могло ли это быть? Консолидированность примаров в том, чтобы поставить заслон вот этому явлению, шор с экрана. Я думаю, что не могло быть, потому что часть примаров прошло при поддержке произошло то же самое, что произошло с Народным собранием. Мы не можем говорить, что все депутаты Народного собрания все купили и все там за Шора. То же самое нельзя говорить про примаров. Да, ко мне тоже как примары подходили с очень интересными предложениями финансовыми. Но я сказал, уважаемый товарищ, который приехал с Аргеева, кстати, я не хочу его фамилию называть, извини, пожалуйста, езжай в Аргеев и рули там. Здоровый еще, да. Поэтому здесь я не согласен, когда вы говорите, что вот хорошо, что мы не утвердили тех, которых сначала предлагали, а утвердили других. А чем эти лучше тех, которых вначале не утвердили? А может быть, это был просто торг за то, чтобы поднять планку финансов, которые не разовые выплаты, а получать ежемесячно некоторым депутатам. Я говорю сегодня как... Я был депутатом Народного собрания. И если раньше был торг за избрание председателя, то здесь торг был не за утверждение исполкома. Поэтому это не лучше, что был тот исполком пришло или тот, который некомпетентный. Но я считаю, что тот исполнительный комитет, если у них хватает хотя бы элементарной совести, они сами должны уйти в отставку. И констатировать, что 2 года мы ничем не занимались, мы обманули людей, никакой программы развития Гагаузии нет абсолютно.
Просто идет дележка денег, которые поступают в бюджет Гагаузии. Наших Легче налогов. всего всех налогов, всех экономических агентов, жителей идет дележка именно исполкомом, потому что все программы должен предлагать Народное собрание исполком. Сегодня ответственность не только на Народное собрание. Да, исполком должен контролировать все эти, принимать законы, но когда инициативы от исполкома нет, сегодня исполком молчит. Мяч на стороне теперь Народного собрания. Если Народное собрание хотят хотя бы перед тем, как уйдут, хлопнуть дверью громко, они должны просто отправить исполком в отставку, констатировать, что он 2 года ничем не занимался, и он не имеет права даже в статусе его оставаться. Хорошо, У нас, очень коротко. если говорить о Сергей. примарах, если вы помните, было приглашение в парламент, и запрещали всем примарам ездить в парламент. Там было большинство в парламенте Республики Молдова на заседании примаров. Я там не видел большинство депутатов Народного собрания, но примары всегда сотрудничали, даже когда приезжал президент, если вы помните, в университет. Там тоже были большинство примаров. Никто не послушал исполнителей, то есть власти автономии, которые запрещали, приглашали по одному и говорили о том, что вы завтра не должны ехать. Но большинство-то поехали, то есть всегда есть из 26 примаров, понятно, что может быть 6-8, где-то кто-то шел по спискам их. Этой партии. Большая часть примаров, они нормально сотрудничали с властями страны, работали, никогда не делали никаких проблем. Александр Григорьевич, вы хотели дополнить? Да, если можно. Конечно. Значит, во-первых, ШОР воспользовался институциональной слабостью Гагаузии, потому что если примары или депутаты посмотрят свои гаджеты, то примерно год назад мы с Михаилом Николаевичем Железоглом направили им проект декларации с просьбой осудить связи Башкана с Илоном Шором и признать, что это несет вред Гагаузии. К сожалению, на этот призыв никто не откликнулся. Из примарского корпуса Из примарского и из депутатского. Поэтому Шор воспользовался тем, что мы разрознены. Вот те, кто выступали против него, это всего лишь фрагментарно. Все подстроились под Шора, скажем так. И вот если бы мы тогда консолидировались, хотя бы небольшие, часть депутатов, часть примарского корпуса, и вместе об этом бы сказали, совсем была бы другая ситуация. Но мы подстроились. Это первое. Второе, в отношении бюджета. Когда Илон Шор пришел в Гагаузию, исполком был утвержден в сентябре 2023 года. На блюдечке он получил центральный бюджет Гагаузии. За 9 месяцев 2023 года собственные доходы центрального бюджета Гагаузии составили 402 миллиона леев. 402 миллиона леев в 2023 году. Сентябре. За 9 месяцев этого года поступило 392 миллиона леев. То есть результат деятельности за 2 года минус 10 миллионов собственных доходов. Если Это мы возьмем, много или мало? это Вам минус. вопрос как финансисту. Много минуса. Представьте себе, Екатерина Федоровна, чтобы проще говорить, человек 2 года назад получал 5 тысяч зарплату, а сейчас Да. получает 4,5. Да? То есть Молодцы. инфляция. С учетом того, что у нас до Шора было 10-15% ежегодный рост, мы минус ушли за 2 года по собственным доходам, и примары потом спрашивают, а почему нет капоположения, откуда они будут? Расходы на чиновников растут каждый год, потому что зарплата растет, коммунальные услуги. Уже почти каждый 5-й лей, заработанный в Гагаузии, тратится на чиновников. Конечно, не остается денег на капоположение, потому что доходы падают. И Илон Шор сюда и не приходил развивать инфраструктуру. По оценкам специалистов, до Шора в Гагаузию инвестировалось ежегодно 25 миллионов евро. До Шора. До Шора. 500 миллионов леев ежегодно инвестировалось в инфраструктуру автономии. Прежде всего это государственный бюджет, это внешние партнеры и это собственные доходы, которые можно было направить на инвестиции. 25 миллионов евро. Турция отвернулась, Европейский Союз отвернулся, международные партнеры отвернулись. Доходы собственные уменьшились, в инфраструктуру почти ничего не вкладывается. Вы где-то видите, что в Гагаузии что-то строилось? Да, в некоторых городах какие-то объекты, в да, селах и я имею в виду, городах что в селах, которые раньше строились за счет собственных источников, за счет внешних грантов. Турция строила каждый год полноценный социальный объект. Этого ничего нет. Но есть другое. 2 миллиона 400 тысяч евро инвестиций Шора каждый месяц в Гагаузию, чтобы выплачивать эти суммы. Это в год. Получается больше, чем 25 миллионов евро инвестировалось раньше до Шора в инфраструктуру. То есть Шор сделал фокус. Он заменил инвестиции в инфраструктуру, то есть Инвестиции будущее, в людей. больницы, дороги. Он заменил тем, что он просто дал это людям. И поэтому его популярность такая высока. Потому что каждый человек получил инвестицию от Шора в свою семью. Да, вот в этом и карман. трагичность ситуации, что он подменил собой вот вообще развитие автономии. И еще один момент.
программе исполнительного комитета, которая утверждена Народным собранием, она так и называется «Край мечты». Это в 23-м году Да, утверждали? то есть исполком взял просто программу Башкана «Край мечты», и мы еще в Народном собрании за нее проголосовали. Вы голосовали за Они «Край не мечты»? собирались ничего здесь делать. Они, если бы были деньги Шора, они бы что-то делали. Но так, учитывая, что государство перекрыло эти финансовые потоки, они ничего и не То есть делают. 7 тысяч Они не рабочих собирались мест? ничего делать. 7 И тысяч? это официально утверждено в программе деятельности исполнительного комитета. Александр Григорьевич, тогда, если есть программа, которая не выполнена, но она Народным собранием Гагаузии утверждена, слушайте, так и хочется задать вопрос, а кто за это сейчас ответит? И требуете ли вы Еще ответа один нюанс. исполкома? Отставка исполкома. Примерно, не хочу обманывать, но 8-10 месяцев назад, опять же с Михаилом Николаевичем Железоглом, мы подготовили инициативу 10 нарушений законодательства со стороны исполнительного комитета и попросили коллег, 1/3 подпишите, чтобы их отправить в отставку. Никто не подписал, кроме нас двоих. Сейчас отправлять их в отставку, я еще раз говорю, зверь упал, топтать его не так сложно. Его надо было бороться, когда он был в силе, в зените. Но мы это все проявили. Малодушие, равнодушие, подстроились. И вот поэтому Шор был такой силен в Гагаузии. Да, господин Атов. Дело в том, что, знаете, вы затронули чрезвычайно болезненную тему для всей Республики Молдова. Если мы посмотрим на статистические данные, мы видим, что власти меняются, лозунги меняются, а молодые, активные уезжают. И в Молдове остаются старые, беспомощные, а молодые уезжают. Да? 2008 год я организовывал вместе с чешской организацией People in Need семинар для Бельцах, для неправительственных организаций с левого берега. Я помню, как одна женщина из Малавата Нова встает и говорит: у меня вот 2 сына учатся на контракте в Кишиневе, а после этого я не знаю, что с ними делать. Как у вас ситуация в Чехии? На что молодой человек из Чехии, Дэвид Штулек, пожал плечами и говорит: к нам приходит столько инвестиций, что студентов расхватывает еще со студенческой скамьи. В Чехии. Чехии, да? И давайте определимся, что такое инвестиции. Для меня инвестиции – это когда люди, имеющие свои деньги, вкладывают свои деньги, помимо бюджета, помимо грантов, Евросоюза, Турции, да, люди свои деньги вкладывают, создают рабочие места, налоговую базу и так далее. Война в России. Фирма Nokia Tyrex уходит из России. И решила фирма Nokia Tyrex построить в Румынии возле Орадя, не возле Аргеева, не возле Камрата, а возле Орадя завод, инвестируя 600 миллионов евро. Потому что Румыния член Евросоюза, верховенство закона, Румыния член НАТО, зонтик безопасности. Да? Если мы хотим, чтобы эта страна имела будущее, то мы должны закончить с так называемой геополитикой. Да? Что давайте посмотрим на глобус. И давайте задвинем тех политиканов, которые кричат про не знаю что, и давайте сосредоточимся на том, что мы должны работать. Каждый должен работать, прежде чем у кого-то просить. Я должен заработать. Да? И для этого государства должны создать условия. Но там, где витийствуют шоры и так далее, и геополитика, частные деньги не придут. Земля круглая. Ясно. Люди с деньгами пойдут в другую страну, где они имеют гарантии, что их деньги не сгорят из-за какого-то политического идиотизма. Я перед выборами, вернее всего, после выборов 28 сентября встретил знакомого, которого знаю много лет. И он говорит: ну знаешь, перед выбором я на всякий случай вытащил деньги из Молдовы. Да? Вы хотите, чтобы здесь были рабочие места? Чтобы здесь? Да, понимаете? Поэтому давайте не путать бюджетные деньги, сотрудничество примеров с центральной властью и так далее, гранты, слава Евросоюзу. Но надо помнить, что реальная экономика функционирует, когда внутри что-то делается. Когда частный капитал инвестирует, имея гарантии безопасности, политической стабильности. То есть, по вашей логике, мы сначала должны работать над тем, чтобы у нас было безопасное государство. Об этом тоже сегодня хотели говорить. Вот время уходит. Петр, еще вам слово. Извините, речь не о безопасности, но сколько мы говорили про Шора сегодня. А где тут
это Так края мечты нет. Просто- Обещана, программа утверждена. Люди не знают о том, потому что в Народном собрании Гагаузии слышишь голоса 1, 2, 3, 4, может быть, максимум депутатов с какими-то разумными идеями и предложениями. А ведь 35 депутатов есть, они представляют каждый населенный пункт. И люди ориентируются зачастую на своего депутата. Да, Петь, пожалуйста. Хотелось бы немножко о рационализме поговорить, да, вот то, что господин Анатолий сказал. Если взять примаров гагаузских, да, есть интересный момент. Те примары, которые очень много проектов внедряли, внедряют и еще и будут внедрять, да, они не поддались, то есть они не пошли в команду Шора. Потому что у людей есть дальновидность. То есть я думаю, что Анатолий Афанасьевич или Сергей Ильич сели, подумали, зачем мне 2 яблока сейчас на блюдечке, если передо мной есть сад, в который я пойду, да, я немножко поработаю, конечно же, а кто-то выбрал, а зачем мне работать, да, я лучше возьму сейчас, а потом буду налегке. То есть и вот эта дальновидность, этот рационализм, он должен быть присущ властям, и не только нам всем. Хорошая идея. Спасибо. Я вспомнила один момент и снова хочу вернуться к европейским грантам, к примарам. Почему? Потому что развитие населенных пунктов Гагаузии, говорит людям о том, что что-то делается, что-то меняется. А значит, у людей сохраняется надежда на то, что плохо, но все же есть какое-то развитие. Вот там проблемы какие-то, но все-таки что-то там мэрия города, либо примария села что-то делает. Куда я хочу повернуть обсуждение? Европейские гранты приходят, примары свою работу делают. Нам Петр только что говорит, но не все же примары поддались вот этому очарованию шоровскими краями мечты, либо яблочками Шора, и стали рассчитывать рационально на то, что есть европейские гранты, есть какие-то другие возможности из бюджета страны получать и развивать. Но не надо забывать, что и помощь от Турецкой Республики ушла на нет. Ну, ушла на нет, да. Не совсем. Хорошо, об этом поговорим. Я договорю свою мысль, чтобы попросить вас дать ответ на вопрос. Почему так получается, что я встречаюсь с примаром, не буду называть его имя, потому что не должна, я думаю, это был такой разговор на двоих, который говорит о том, что я столько в селе сделал, вот до меня никто не делал. Вот я вот это сделал. Я вот это и перечисляет все европейские грантовые программы, на которые, конечно, он работал, как Петр говорит, писали проект, выигрывали и устраивали свое село, делали лучше. Но все это сделано за европейские гранты. На мой вопрос, а как вы думаете, это разговор был перед референдумом, на мой вопрос, как вы думаете, будут люди голосовать за вступление в ЕС? Должны ли мы вообще, как Гагаузия, поддерживать вот этот европейский путь? Что говорят те люди, которые, он говорит, лично я считаю, что нам не нужно в ЕС. И тогда я задаюсь вопросом, и этот вопрос я хочу задать вам, уважаемые примары, потому что вы, как мне кажется, 2 примара в автономии, не только вы, есть и примар Копчака, и много еще других примаров, которые реализовывали очень много проектов на европейские гранты. Это лицемерие или я ошибаюсь? Когда развитие села происходит за европейские грантовые средства, а когда нужно людям об этом честно сказать, признать и помочь людям разобраться в том, кто вам обещает край мечты и не делает, а кто тихонько приходит со своими программами, финансирует и не требует никаких взамен, я не знаю, поклонов, челом куда-то там, чтобы сказать спасибо огромное. Вот скажите мне, пожалуйста, это лицемерие есть? Вы считаете, что это проблема вообще в гагаузской автономии, что жители, принимая европейскую помощь, отвергают все, что связано с Европой и с движением страны по этому пути? Давайте скажем, когда это началось. Это ведь началось, давайте мы скажем про работу исполкома прошлых созывов, когда европейские проекты приходили, а о них не говорили. На уровне исполкома региона. Наши партнеры. Не говорили. Мы вспомним программу САРТ, потом был СЛП-программа, где очень большие средства были вложены Европейским Союзом, но региональная власть об этом не говорила. Теперь говорить про примаров, да, допустим, я могу говорить за себя. Я каждый раз вещи называю своими именами. Наверное, не всем примарам хватает смелости говорить о том, что это проект, там, Польша, Германия, Австрия, не знаю, какая страна выделяет финансовые средства. Об этом надо говорить, и чем больше мы, все власти, региональные, местные, будем говорить, тем наверное, быстрее наши жители будут понимать, что деньги идут
Я вам приведу пример. Проект реализуем, закупили мусоровозы. Мусоровозы белорусского происхождения. На них стоит этикетка, что средства выделены европейской страной, N. А почему они наклеили, там есть наклейки, если там мусоровозы из Белоруссии? Я говорю, мусоровозы произведены в Белоруссии, но куплены на средства Европейского Союза. Это такой пример, где просто надо вещи называть своими именами. Этими вещами мы сталкиваемся, и я не могу своих коллег упрекать в том, что они не называют вещи своими именами, боясь, наверное, за то, что будет с нами через 2 года. Но я некоторым своим коллегам говорил, вот сегодня-то ты так, но пройдет 2 года, и жители спросят, а что ты реализовал за этот период у себя в селе, за исключением того, что получали просто выплаты наши пенсионеры. Теперь про экономику, коротко. Вы говорите, как мы взаимодействовали. Большой проект строительства промышленной площадки, где можно открыть до 500 рабочих мест. В Чедерлонге, да. Проект финансируется Министерством инфраструктуры, выделяется 22,5 миллионов леев. Согласно соглашению, подписанному исполком должен выделить 11 миллионов леев, местный бюджет 3 миллиона леев. Вторую часть контрибуции мы получили с 3-й попытки, потому что Константинов жестко со своей группой этот вопрос блокировал. Ему было наплевать, что вопрос это развитие экономики Гагаузии, о подоходном налоге, о рабочих местах не только для Чедерлунги, но и для сел расположенных. То есть там, где личное, там, где финансы, по-другому я это не могу понять, вместо сотрудничества с региональной властью мы получали просто отказ. И нас еще обвиняли в том, что вот вы там будете получать откаты, вы там... Послушайте, проект республиканский, где какие-то деньги непонятно откуда пришли, и что за них реально попросят взамен. Мы говорим про развитие экономики. Очень короткий мой вопрос вам с ответом. Секундочку, можно я хочу ответ получить от господина Топола? Скажите, если бы не европейские гранты, за ваш, как минимум, последний срок пребывания в этой должности, Чедерлунга развивалась бы? Почему только последний? У меня 3-й мандат. Хорошо, говорите за 3 мандата. Мы все время у нас были проекты, которые финансируются Европейским Союзом. Если САР это был 1-й мандат, СЛП был 2-й мандат. Поэтому эти проекты у нас не заканчивались. Надо работать, писать проекты, выигрывать, да, проигрывать, но и выигрывать проекты. Мой Поэтому вопрос. Если бы этих проектов не было бы... 95% то, что сегодня в Чедерлунге развивается, это все проекты Европейского Союза. То есть, если бы не эти проекты, то развитие было бы сложно? Конечно, намного меньше. Мне неприятно, к примеру, слышать, я сижу рядом, что примар Чедерлунги говорит, что не говорил предыдущая региональная власть о том, что это были европейские проекты. Это неправда. Проекты говорили, всегда озвучивались, и Александр Григорьевич, что здесь сидит напротив, тоже как депутат, может подтвердить, что обсуждалось, что это проекты были САРДа. Более того, поднимались вопросы, где были реализованы они как-то несоответственно, поднимали депутаты, поэтому... Господин Топал говорил об исполкоме Башка, вы приняли это на себя. Хорошо, я и на себя тоже, и на исполнительный комитет. Я не говорю, как кто говорит конкретно от себя именно. Я знаю, что вы хотите защитить Ирину Влах. Я был тогда председателем Народного собрания, об этом обсуждалось. Я сейчас не говорю защищать кого-либо. Я хочу сказать, что озвучено было. Более того, проекты в селе Буджак, где я являюсь депутатом, я могу вас сейчас пригласить туда. И у нас сегодня стоит табличка, где что это сделано было при поддержке Европейского Союза. И не надо сегодня говорить, что только в Чедерлунге об этом говорят. Мы об этом говорили. Но вы сказали, что предыдущая власть об этом не говорила. Поэтому я посчитал нужным вам ответить. И что касается сейчас выделения контрибуций. Я не поддержал этот вопрос не из-за того, что я против Чедерлунги или Вулканеш. Я это озвучил свою позицию. Я за то, чтобы если даем, то даем всем. Есть закон и надо исполнять закон. Почему обделили тогда Камрад с упаковочным двором? Я тогда предложил даже депутатам. Я предложил депутатам, если вы так делаете, давайте тогда мы внесем изменения и напишем, пока примар Анастасов, не будем давать Камраду контрибуции. Пока депутат Тарнавский, не будем давать контрибуцию в лице Третьякова. Или это закон, или мы исполняем для всех, или мы не исполняем его вообще. Вот о чем была речь. Но я за то, чтобы давать всем. Понятно. Поэтому обвинять не надо здесь, что мы не проголосовали. Вы эту мысль сказали, понятно. Это не трибуна Народного собрания Гагаузии. Регламентируем чуть-чуть и время. Смотрите. Когда говорим о том, что исполнительный комитет прошлый, позапрошлый, неважно, кто получал европейскую помощь, но в основном это было в прошлом созыве Башкана, да? Если бы Гагаузия, жители Гагаузской автономии от исполнительного комитета
в том числе от Ирины Влах, которая перерезала ленточки, которая ходила по тротуарам длинным вдоль всего... Если бы отчет Ирины Влах почитали бы хорошо, там все написано было про САР. Владимир Михайлович, то есть мы сейчас говорим о том, что... Владимир Михайлович, нет. Владимир Михайлович, секунду. Давайте так, давайте, или мы честно, вы сказали, здесь Честно открытая там. дискуссия, и давайте будем говорить честно, что мы считаем. Я хочу, чтобы вы посмотрели все видео, которые были открыты, приглашали и посла был Европейского Союза был, и всегда все это говорили. Я говорю сейчас о тех проектах, которые были с Европейского Союза были, Владимир и Михалка был, и, нельзя говорить, что этого не было, но если это было на самом деле. Смотрите, оно было, мы говорим о другом, вы просто Секунду. 5 миллионов евро выделил Европейский Союз на развитие Грузии. Из 5 миллионов евро 1 миллион пошел на развитие населенных пунктов, 4 миллиона осталось... Где? Где? Никто не знает. Осталось в региональной власти. Осталось, говорим. То есть мы об этом. Так мы и говорим, что насколько жители Гагаузии почувствовали эти 5 миллионов евро. Кроме того бюджета, который сегодня имеет бюджет Гагаузии. Владимир Мы Михайлович, говорим, что услышали Гагаузия аргумент? состоит из населенных пунктов. Города, но не из Народного собрания, Башкана и исполкома. Я хотел бы, чтобы Петр рассказал немножко о том, как реализовывались проекты. Вот это уже очень интересная тема. Расскажу, очень коротко. На самом деле, давайте говорить честно. Политик или депутат или примар, который будет говорить открыто, выступать за Евросоюз в Гагаузии, не имеет шансов За него не победить. проголосуют. Вот вы сами столкнулись с тем. Село Чешмякай никогда в жизни не имело того, сколько оно имело с осени 16 года, да? Хороший пример. По 21, да? Что в итоге? Ваш оппонент что рассказывал, да? Что вы сторонница ПАС, что вы за Евросоюз и так далее. И того, что сделалось в Чешмякае, то же самое было с Еленой Федоровной. И это мы не забываем, Александр Григорьевич сам отбивается на каждых выборах, да? Да. Это при том объеме проектов, который там, мы знаем, какой район, микрорайон ДСУ в каком состоянии был. И сколько делается. Даже 15 лет назад, да? То есть вот, к сожалению, правда Непопулярно. такова, что невозможно. И я понимаю Александра Григорьевича, Анатолия Афанасьевича, но невозможно, если ты хочешь победить на выборах, невозможно прям вот открыто ходить с флагом. А с другой стороны, рационализм должен быть. Но никто же не говорит, что надо всегда ругать Кишинев. Ведь так, чтобы победить? Не нужно... Это быстрее всего работает, когда ругаешь Кишинев. Когда есть враг, то у тебя быстрее сторонники появляются. Лена Федоровна, пожалуйста. Мне кажется, что здесь интересна одна мысль. Если такой позиции придерживается определенный примар, то, наверное, было бы честно и справедливо выйти к своим избирателям и сказать о том, что вот у нас есть возможность участвовать вот в одном, втором, третьем европейском проекте. Но, зная, уважаемые избиратели, ваше отношение к тому, что касается Европейского Союза, я как примар должен обратиться к вам и задать такой вопрос. Нам участвовать в этом проекте, нам привлекать эти финансовые средства в развитие нашего населенного пункта или отказаться, так как мы не придерживаемся каких-то нарративов, каких-то ценностей, которые и не разделяем те ценности. Мы как жители того или иного населенного пункта. Но получается, что примар эти деньги принимает, потому что он хочет развивать свой населенный пункт, но не говорит об этом своим избирателям, потому что потеряет их доверие. Вот в этом есть определенный парадокс, который существует у нас в нашем гагаузском сообществе. Константин Петрович, вопрос вам. Человек, который стоял у... Попросил, да. Да. Микрофон вам передают. Господа, есть один парадокс, Да. на который я не знаю ответа. Может, кто-то даст ответ на этот парадокс. Не случай, а система. Хожу я по Камрату, задаю вопрос каждому, с кого я встречаю. Как вы думаете, если на Башкана баллотировался Эрдоган и Путин, кого выбрала бы Гагаузия? 100% Путина. Теперь еще один вопрос, Даша. Как ты думаешь, кто больше, Россия нам помогает или Турция? Конечно же, Турция. Парадокс. Если кто-то думает, что мы сейчас проекты европейские дадим Гагаузии столько, чтобы Гагаузия проголосовала, будет голосовать против Евросоюза. В чем секрет? Старый советский дух. С ностальгией. Это мы знаем. Евросоюза мы боимся. Нас испугали. Там однополые, что-то такое. Но так пугает. Кстати, социалисты и коммунисты мастера.
И второе, пугаетесь румын. Это два пугала, которые нам 30 лет уже пугают. Румыния стала одна из ведущих, 10-кратное социальное развитие получила больше, чем мы. Поэтому в данном случае нужно все-таки работать молодежи. Бесполезно. Люди моего возраста неисправимы, Катя. Бесполезно с ними говорить. А вот с молодежью... Не все, Константин Петрович. Вы исключением. Эти, которые пугают Румынии, я очень часто вижу их в Галацах. Это такой юмор. Вы знаете, Сергей, можно минутку? Господин Топал говорил о том, что 5 миллионов сардовские, да, были 5 миллионов? 7,2. SLPI. А где же... То есть вы говорили о том, что Нет, один... 7,2. САРД точно 7,2. Я хотела о цифрах просто. Вот SLPI 5 миллионов, 1 миллион, вы говорите, ушло селам, а где остались 4? Но как минимум для всех вас, секундочку, как минимум для всех вас и еще для наших зрителей, которые должны понимать, и мы именно для этого раскрываем и развиваем здесь эти дискуссии, а вот 8 миллионов леев из этой суммы, ищите остальное, но 8 миллионов леев тогдашний исполком под руководством Ирины Влах потратил на обновление сайта исполнительного комитета, который должен был бы дать такой документооборот, что журналисты, Петр, вы бы никуда не ходили бы, вы просто одним кликом быстро увидели бы, какие деньги, на какие проекты, что делает тот или иной отдел исполнительного комитета. Так, Александр Григорьевич, или не так? Это в прямом эфире. На это 8 миллионов леев было потрачено, и у исполкома такого сайта нет. Но я это к тому, можно таких примеров приводить много, Владимир Михайлович, таких примеров можно приводить много, но вот сузить это обсуждение по европейским грантам, по лицемерию, если оно есть, возможно, невозможно людям говорить, но без этой правды, как кажется мне, без этой правды, но мы не сможем пойти дальше. То есть если мы не будем говорить правду о том, что эти деньги незаконные, а уже очень много раз подтверждали и депутаты, много других политических аналитиков, что это незаконные были деньги. Мы должны людей убедить в том, что это незаконно, одновременно с этим создавать условия для достойной жизни в этой стране. Мы должны научиться выбирать людей, которые могут работать. И если сегодня примары, Петя, это моя реплика на твои размышления, которые очень ценные, но если сегодня примары или кандидаты в депутаты будут не договаривать эту правду, а прикроются только для того, чтобы быть избранными, мне кажется, это лицемерие уже тоже мешает нам. То есть либо люди, жители населенных пунктов, будут выбирать мэрами, примарами тех людей, которые действительно работают, привлекают эти грантовые средства, если это возможно сегодня привлекать, меняют облик своих городов и сел, они получают доверие. Ну, и давайте подведем черту и перейдем к следующему. Господин Анатолий, хочу вопрос адресовать вам. Тот политический тупик, в котором оказалась Гагаузия сейчас, есть ли из него какой-то выход? Если можно, коротко ответить на этот вопрос. Знаете, можно подлатать ситуацию, но коренным образом это длительный процесс, который требует, насколько я говорил, изменения отношения центральной власти не только к автономии. Потому что смотрим на август 2023 года, социологический опрос, 51% из наших сограждан, которые считаются украинцами, оправдывают агрессию России против Украины. Это не только... Это речь идет о национальном диалоге, о консолидации гражданского общества, о выработке тех ценностей, которые должны нас объединять, невзирая на язык, этничность, разрез глаза и прически. Поэтому, когда мы говорим про гагаузскую автономию, требуется кропотливая работа по... Я очень, скажем так, разочарован тем, я работал тоже в этой группе по диалогу, там рабочая группа. Я хулиганил, да. Но нужно перейти к фундаментальному моменту. Как найти органическое место гагаузской автономии в государственном организме Республики Молдова? Потому что 19 ноября 2019 года, кажется, госпожа Майя Санду в роли премьер-министра приехала на инаугурацию Ирины Влах, второй мандат, и впечатлила всех тем, что сказала, что нужно провести работу по разграничению полномочий.
Когда у нас будет более здоровая, более профессиональная юридическая база, тогда меньше будет возможностей для политических демагогов расшатывать ситуацию. Нет, мир не идеален. Можно сделать идеальное законодательство, но люди, мы все грешные. Но работать да, поэтому требуется диалог, требуется усовершенствование. Вещи называть своими именами. Закон 1994 года – это не Библия, это всего лишь закон, принятый людьми с уровнем некомпетентности образца 1994 года. И в этом направлении надо работать, но для этого нужен диалог с теми людьми, у которых душа болит за автономию, которые реально хотят изменить ситуацию, а не заработать на политический капитал, тыча пальцем, что в Кишиневе сидит желтая зараза. Спасибо. Штефан, у вас есть ответ на этот вопрос? Политический тупик. Как из него выходить? Очень коротко. Ну, это понятно, что не существует идеальное решение. Я когда слышу, и даже некоторые депутаты из Кишинева, что они знают Гагаузию, потому что у него вот какой-то родственник в Гагаузии, мне смешно прямо. Мы не наивные, мы знаем, что то, что делалось в Гагаузии, даже при Ирине Влах, вот говорилось много, это делало с контрибуцией Кишинева и даже некоторых европейских чиновников. Потому что те деньги не украла Ирина Влах, и об этом все знают. Поэтому и результат не вот какой есть. Во втором, к сожалению, я не вижу сейчас у правительства, в этой правительстве я не вижу глобальное мышление про того, как мы будем интегрировать Гагаузию в молдавское государство. Потому что у нас 30% населения скучает живут в 80-х годах, 1920-х, 20% или 30% живут в 1918 году. Нам нужно найти тот проект государственный, Молдова, и показать точно, какое место Гагаузии в этом новом проекте. И не только Гагаузии, Приднестровье то же самое. Поэтому, к сожалению, я не вижу сейчас в Кишиневе, чтобы у них была хотя бы инициатива, чтобы писать хотя бы стратегию, да, на 5-10 лет. И мы видели, что было парламентские выборы, когда они просто все ставки делали на мертвого коня. Я извиняюсь, может быть, Мария Баш уважает Гагаузию, но я думаю, что сразу это было все ставки на мертвого коня. И я очень надеюсь, что сейчас Кишинев не думает, что господин Константинов может быть тот человек, с которым договориться. Думает или не думает? Я надеюсь, что не думает, потому что он не под санкциями. И для меня это очень большие вопросы, почему он не под санкциями. И еще один момент. В Кишиневе есть такая, даже я слышал господина Гроссу, что типа там Гагаузии пусть они решают сами себя. Нет, это неправильно. Здесь в Гагаузии есть люди, вот в этом зале есть побольше таких людей. Вам нужно объединяться. Если у вас все равно есть, может быть, другие мнения по разным моментам, но у вас есть, во-первых, один общий враг, к сожалению, и у вас есть общее представление про будущее Гагаузии. Вы должны объединяться, а Кишинев должен вас помочь, чтобы выиграть эту битву, потому что вы сейчас в меньшинстве. Спасибо огромное. Спасибо. Очень... Ну и мы попросим, наверное, каждого из вас по 1 минуте. Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения вот на этот политический тупик и все, что мы тут обсудили. Вы слышали разные мнения, предложения. Что нужно делать? Вот на этот вопрос есть. Если у вас ответ, воспользуйтесь, пожалуйста, 1 минутой каждый. Александр Григорьевич, вам слово. Наверное, главное, для чего мы собрались, и только 1 минута, поэтому постараюсь, конечно, вписаться. Значит, я по характеру самокритичен, поэтому считаю, что в первую очередь, конечно, Гагаузия виновата в той ситуации, которая оказалась. И первые шаги, которые должна сделать Гагаузия, это исполнительный комитет, пусть это уже будет церемониально, конечно, но должен уйти в отставку из-за того, что они были связаны с Иланом Шором. Те примары, которые прошли под партией, под знаменами, связанными с партиями Илана Шора, тоже должны уйти в отставку, если мы хотим действительно очиститься. Народное собрание, оно само очистится, потому что выборы уже назначены, нет смысла говорить об отставке. Но
в той ситуации, в которой оказался Камрад, большая доля, вот, Степан, контрибуция, да, вот, в то, что произошло в Камрате, часть ответственности несет страна. Потому что для меня страна, мы живем в государстве, и я большего ожидал от Кишинева по ситуации, которая произошла в Камрате. Вот большей вовлеченности. И я скажу несколько реальных шагов, которые можно сделать сейчас для того, чтобы ситуацию изменить. Первое. Самыми пострадавшими в этой ситуации оказались жители Гагаузии, граждане Республики Молдова. Вот те бюджетные показатели, о которых я говорил, они спроецировались не на власти Гагаузии, они спроецировались на людях, которые меньше стали получать социальной помощи, которые стали меньше видеть, что что-то строится, улучшается инфраструктура. И Кишинев этому способствовал, потому что избрал политику не менторства, не наставничества, а политику санкций, политику силы, политику давления. И вот эти бюджетные провалы, они же связаны с решением парламента, когда они изменили возмещение НДС. Прямые потери бюджета Гагаузии составили 29 миллионов леев. Часть экономических агентов покинула юрисдикцию автономии. Вы что, кого хотели наказать тем решением? Шора? Нет. Или те, кто голосовали за Шора в Народном собрании? Нет. Люди пострадали. Да, Конституционный суд отменил это решение как незаконно, но последствия мы ощущаем до сих пор. У нас перестали расти бюджетные доходы. Кишинев в одностороннем порядке изменил процедуру назначения прокурора Гагаузии через Конституционный суд. Кишинев в одностороннем порядке изменил карту судов, упразднив суд в Луканештах. Кишинев в одностороннем порядке внедрил программу «Рестарт», когда сейчас персональные ассистенты, которые обслуживают инвалидов первой группы, финансируются с Камрата. Государственная программа финансируется из бюджета Гагаузии. Это минимум 10 миллионов леев прямые потери. Это не политика государства. Это неправильно. Вы сами усилили Шора в Гагаузии, в том числе вот такими шагами, которому этого и нужно был, конфликт между Камратом и Кишиневым. И он говорил людям: смотрите, что Кишинев делает с гагаузами. Уменьшает бюджет, забирает ваши полномочия. А наши здесь князьки радикализировали это гагаузское общество. Это и на референдуме показали, и выборы в парламент. То есть не нужна эта политика санкционное давление. Нужно вовлекаться. Правильно сказал Штефан, что парламент принял программу «Молдова 2030». Самый амбициозный план для нашей Республики Молдова. Там ни одной строчки про Гагаузию. У нас одна автономия в стране, ни одной строчки. Идем в Европу регионов, а про Гагаузию ни одного слова. Почему голосуем против Европы? А президент исключил из комиссии по европейской интеграции всех представителей Гагаузии. Исключил Башкана, председателя Народного собрания. Понятно почему. Почему других не включили? Есть академическое сообщество, есть гражданские представители. Вы как идете в Европу? Без Камрата? Или вовлекаете Гагаузию в эти европейские процессы? То есть определитесь, а какая роль, какое место вообще гагаузской автономии в Республике Молдова в контексте европейской интеграции? Кто приезжает в Камрат, чтобы говорить об европейской интеграции? Чтобы говорить о преимуществах для экономики, для бизнеса? Кто? Какие гражданские некоммерческие организации? Да, есть тут они в Гагаузии. Одни и те же уже десятки лет, которые сами по сути не европейцы. Но они абсорбируют европейские проекты, ничего не рассказывая про Европейский Союз, кроме выпили водичку, кофе и забыли. Где слайды, где цифры, почему надо в Европу для бизнеса, для простого человека, для гагаузской автономии, для гагаузского языка? Зачем нужен Европейский Союз? Кто это разъясняет? Никто. Вы что, хотите только Европу строить там, где за вас голосуют? Не получится. То есть Кишинев должен взять... Я самокритичен, начиная с себя. Но Кишинев поступил равнодушно по отношению к гагаузской автономии, смотря на Гагаузию, как виноградарь на виноградник. Если за меня там голосуют, я буду этот виноград обрабатывать. А если за меня не голосуют, я бросаю этот участок, он мне не нужен. Так нельзя. Но вы говорили о том, что Кишиневу надо делать, да, и, наверное, нужно вырезать все вот это ваше выступление сейчас и пригласить на следующее, мы это сделаем обязательно, мы пригласим сюда представителей Кишинева для того, чтобы поговорить конкретнее о том, а почему вот эти голоса в Гагаузии есть, и вы их не слышите, и как на это нужно реагировать. Но я от вас не услышала, как выход из политического тупика Гагаузии. Что нам нужно? С вашего позволения я буквально коротко. Да. Что касается институционального или политического кризиса в Гагаузии, выход один. Мы должны использовать правовые, политические, дипломатические и другие возможности, в том числе возможности гражданского общества, в целях
назначения и организации легитимных выборов в Народное собрание Гагаузии, в том числе Башкана АТО Гагаузия. Спасибо. Не, я же сказал, что Гагаузия должна самоочиститься, уйти в отставку исполнительный комитет всех, кто связаны были с Шором. Самоочищение через Самоочищение уходы. Гагаузии, Через да. уходы. А Республика Молдова вместо санкций развивать Гагаузию, для того, чтобы жители Гагаузии не почувствовали негатива от вот этого противостояния Камрад-Кишинев. Спасибо. Константин Петрович? Пожалуйста. Что делать? Я человек верующий, я верю. Мы в 90-м году с Уазом Антоем были верующими. Мы впервые в Советском Союзе решили проблему в СНГ мирно. Да потому что мы подали руки друг другу. То есть произошла интеграция. Сегодня мы должны интегрироваться внутри Молдовы. Каким образом? Как я вижу, мы два преподавателя здесь, мы работаем с молодежью. Поверьте, мы хорошо знаем эту молодежь. Наша молодежь здоровая, в отличие от старшего поколения. И мне кажется, что вот эти встречи должны быть часто. Не надо встречаться с старшим поколением, это бесполезно. Надо встречаться с молодежью. С кем? К нам в университет часто приезжайте. У вас был несколько раз. Возьми остальных сюда к нам. Если мы за аппетитом сидели, и у нас все получилось бы нормально. Поэтому у нас все получится. У нас здоровая молодежь. Кого я хочу видеть там? Я сейчас скажу, я часто думаю. Вместо вот этих так называемых депутатов, какие депутаты должны быть? Первое. Чем они владеют? Первое. Врачи там должны быть, господа. Бизнесменов там не должно быть, которые имеют свои... Врачи раз. Второе. Учителя. Они конструкторы человеческих душ. Они лучше знают. Вот. Третье. Юристы профессиональные, не заочники, не леючу. Там должны быть такие, как я, вот рядом сидит. Человек, который понимает не только юриспруденцию, он понимает, каким образом должна развиваться. Поэтому, если таковая будет, я думаю, что все у нас получится. Люди должны избирать тех людей, которые... Спасибо. Пожалуйста, кто... Я по жизни тоже оптимист, поэтому считаю, что Гагаузия может сегодня проявить волю, характер, но не объединиться из-за того, что у нас есть враг, а потому что нам самим нужно объединиться. Но, к сожалению, выборы, которые будут, они опять нас разъединят. Что нужно сделать? Не чтобы исполком ушел сам в отставку, а чтобы Народное собрание показало волю и отправило в отставку исполком Гагаузии. Как утверждали, так и отправляем в отставку. Следующее – это выборы в Народное собрание не путем вмешательства, как нам предлагают вариантом, а контроля, чтобы эти выборы шли под контролем, а чтобы они прошли законно, прозрачно, открыто. Для этого должны работать структуры. На выборах в парламент полиция, структуры работали. Не было подвозов, не было до стихийного хаоса перед избирательными участками. Значит, можно, если очень захотеть. Ведь то же самое можно провести, также можно провести наши выборы в Народное собрание. Но я считаю, что должна быть грань, то есть очищение. Должен быть механизм, который не допустить этих кандидатов в депутаты, которые, мы все знаем, кто и как. Есть вся информация у полиции, у структуры, у СИБа. Просто не допустить для регистрации. Должен какой-то механизм, чтобы их отсеять. Чтобы в Народное собрание пришли новые люди. И мы должны прийти к тому, что Народное собрание должно стать профессиональным. Тогда туда бизнесмены приходить не будут, потому что это будут учителя, юристы, категория, вплоть до того, что если это может быть и человек, который занимается овцеводством или скотоводством. Если это будет профессиональное Народное собрание. Поэтому, а дальше уже Народное собрание утверждает исполком из настоящих профессионалов. Те люди, которые были в исполкоме. У нас ведь несколько членов исполкома осталось с прошлых еще исполкомов. Неужели они такие незаменимые? Я и говорю и про образование, говорю и про культуру. Надо менять людей. Есть люди более грамотные, более образованные. Не по принципу, что он свой или чужой, а потому что он компетентный. Здесь, ну и плюс я не могу не сказать про роль примарского корпуса. К сожалению, это началось еще при Ирине Федоровне. Нас, примаров, вообще отсекли от этих всех вопросов, связанных с управлением Гагаузии. Вы типа как дворники там подметаете улицы, а мы будем принимать законы и будем просто делить деньги. Сегодня власть региональная занимается просто делением денег. Каждое заседание, посмотрите, когда вопрос касается деления денег, начинается кошмар, особенно в Народном собрании. А где же законы, которые надо принимать? Вокруг закона вообще никаких вопросов нет. Быстро принимается, статья 1, 2 пошло.
А как начинается делить деньги, резервный фонд или кап вложений, начинается борьба. То есть у нас, получается, суверенная власть – это просто дележка денег. А где же принятие законов, норм? Нам всем Спасибо. обществу надо это понять, с тем, чтобы на выборах вести себя более ответственно с точки зрения гражданского выбора. В первую очередь должны соблюдаться законы, если люди где-то что-то должны быть допущены в первую очередь состав людей. Все зависит от человека. И нужно изучить человеческую историю, кем он был, когда после этого, прежде чем Гагаузия будет требовать у Республики Молдова, нужно соблюдать самим законы. Как можно было отказать в контрибуциях Хименевскому, потому что там румынский язык или какой-то другой политический. После этого говорят, а вы у нас забрали прокуратуру, так вы сами к этому привели. Дальше отказывают контрибуциям. Если у вас есть закон, зачем вы отказываете? И почему в Народном собрании мы избираем депутатов, которые говорят, а проблема сел это примаров. Вы знаете, сколько средств этих примаров они смогут решить там? Может Чекмайдан там построить? Он бедный спрашивал, насос я смогу поменять там на водоканал за те средства, которые у него есть. И не проблема распределения самого бюджета, тоже должен быть процент в бюджете автономии. Мы налоги оплачиваем, собственные доходы, Камрад 200 там, с чем-то миллионов, Чадрунга 150, 160. А когда мы хотим что-то получить, у нас закон как-то он не работает. Поэтому мы получали последние 3 года 4 средства, в основном с Республики Молдова, с Министерства инфраструктуры и так далее. Это сотни миллионов ли. А с исполнительным комитетом могли получить хотя бы, я не знаю, за вот эти 3 года, хотя бы 20 миллионов не была эта возможность. Мы не говорим там все деньги распределять, но не 2 миллиона, 3. Стыдно платить такие налоги жителям и в конце непонятно что. Мы сокращали сотрудников, 83 человека за 10 лет. Строим на эти деньги в городе дороги. Почему исполком это не сделал за 10 лет? Спасибо. Владимир Михайлович. Не буду повторяться, коллеги много сказали. Хочу, конечно, обратиться к нашим жителям, что сейчас будет у нас избирательная кампания, чтобы они проанализировали всех кандидатов. И те, кто вам обещает аэропорт, он никогда его не построит. Просто видели, чтобы своих кандидатов изучили и не просто верили сказкам, а верили реальным делам. И чтобы уже не повторяться. Спасибо, уважаемые гости. Лена Федоровна. Я хотела сказать о том, что сегодня очень много говорили о том, что кто виноват, Кишинев или Камрад. Мне кажется, что сейчас начался тот путь укрепления института власти в стране. Сегодня институты власти в стране все-таки сильнее, чем были они 4 года назад. Вот в этом направлении должна продолжать развиваться страна. Необходимо укрепление института власти и в самой автономии. И необходимо вот этот диалог, который должен быть между Камратом и Кишиневым, его необходимо возобновить, и его надо сделать более широким. И, наконец-то, вот эти полномочия, о которых мы говорим, должны быть. Мы сегодня находимся на том уровне, на котором находились в 1994 году. Если вот эти 30 лет прошли, но мы сегодня находимся на той же самой стадии. К этому вопросу нужно вернуться. Эти полномочия нужно наконец-то ими заняться и показать, что входит в полномочия автономии, что входит в полномочия Кишинева. Разобраться с этим вопросом, и только потом мы сможем двигаться вперед. Потому мы не движемся вперед, потому что мы застыли. А этим пользуются те люди, которые приходят к власти в автономии и используют не во благо автономии, а используют во вред этому региону. Спасибо, Лена Федоровна. Ната. Да, у меня одна реплика по поводу Народного собрания. Я не хочу видеть там людей, которые сидят 8, 10, 12, 15 лет, и мы застряли не потому, что мы не развиваемся, а потому что у нас нет смены поколений, нет смены, вот о чем говорил Константин Петрович, у нас нет людей, которые могли бы быть достаточно эффективными, потому что когда ты сидишь на одной и той же должности, даже если ты суперпрофессионал, ты все равно утрачиваешь к себе вот то, о чем говорит Александр Григорьевич, самокритичность. Ты себя не видишь, ты себя не оцениваешь адекватно. Я бы хотела, чтобы Народное собрание пересмотрело закон и внесло инициативу о том, чтобы сократить количество подряд допустимых сроков для депутатов, вот так же, как и у Башкана. То есть почему мы позволяем одним и тем же людям оккупировать власть? Мы говорим о том, что она оккупирована, потому что у нас нет другого выбора. Я не могу голосовать за депутатов от
чидерунги, потому что они годами одни и те же. Я не хочу, допустим, больше голосовать за этих депутатов. Других нет. И меня больше всего волнует проблема, вот мы сейчас говорили о том, есть выход или нет. Меня волнует вопрос, на который, к сожалению, нет ответа. Уйдет этот исполком, сам ли, отправит ли его Народное собрание в отставку, кто придет после. Они не хотят, да, но кто придет после? Вот сейчас у нас Народное собрание объявило дату выборов. Кто будет баллотироваться снова? Будут ли это новые люди, или это будут те же самые люди, с которыми мы пытаемся бороться и боремся, бессмысленно. То есть мы даже не знаем всех подводных течений. То есть нет гарантии, что эти люди также не представляют ту структуру, о которой мы сегодня говорим. То есть какой выход? Я не знаю, какой выход. Я просто хочу, чтобы что-то изменилось. Наверное, да, каждый должен сделать какой-то собственный ответственный выбор. Но опять же, если будет баллотироваться тот же депутат, который 10 лет баллотируется, понятно, что я смогу изменить своим выбором? Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Мы, между прочим, подсказали хороший механизм. Те, которые проштрафились, их не допуск. Только как это закон делает. Их не допустить. Опять же, только законно и никак иначе, да. Спасибо, уважаемый гость. Надеюсь, вам сегодня понравился формат нашего ток-шоу. Мы вас будем приглашать и в последующие ток-шоу, которые мы будем, я уверен, что организовывать в этой студии. Хотелось бы нашим телезрителям сказать еще раз: подписывайтесь, делитесь этим видео, пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы, чтобы мы обсудили на следующем ток-шоу. И я хотела бы сказать одновременно вам наше общее спасибо, Сергеем, за то, что вы выделили из своих сжатых графиков время и пришли к нам. И хочу заверить вас, и хотим обратиться отсюда, со студии Gagauzy Media, нашим зрителям, жителям автономии в первую очередь, что судьба автономии в руках каждого, кто принимает решения. И вот здесь мы собираемся для того, чтобы вот эти живые голоса людей, которые работают, созидают, которые могут помочь гагаузской автономии и стране развиваться, чтобы произошло какое-то объединение здоровых сил, и чтобы появлялись новые лица, новые люди, которые займутся управлением этим регионом. И мы будем подтверждать факт, что да, мы хотим здесь жить, нам здесь нравится. И это автономия, которую развиваем мы, потому что она наша. Это страна, которую развиваем мы, потому что она наша. Друзья, оставайтесь с нами. Это Gagauzy Media, Freedom Life. И смотрите нас на нашем канале, подписывайтесь, делитесь с друзьями. И мы с Сергеем, начиная этот выпуск, подумали, что мы можем даже предложить вам смотреть всей семьей вот эти наши дискуссии. Потому что такое число людей, которые занимаются созидательными делами в гагаузской автономии в нашей стране, эксперты присутствуют в наших программах, возможно, их мнение важно для семейного обсуждения. Давайте просвещаться и понимать, почему мы находимся в таком состоянии, что каждый из нас может сделать, чтобы мы все же развивали свою автономию. Спасибо.